ты феминистка, а покажи подмышки. И ты думаешь, вы охренели совсем? Я сразу могу бить в ответ. Это они все в говне, а я красавица. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК. І сёння мы з вами размаўляем з Марынай Ментусавай, вядоўцай ранішняга ток-шоу «Обычное утро», а таксама арганізатаркай жаночых маршаў ў 2020 годзе і аўтаркай некалькіх энцыклапедый для падлеткаў. Марына, вітаю. Вітаю. Ёсць тэорыя, што калі б ва ўладзе было больш жанчын, то ў свеце было б менш войнаў. Што ты думаешь пра гэта? Эта теория доказана статистически. Эта гипотеза доказана, что действительно, если... Это не только с точки зрения войн, потому что женщины во владе, женщины во власти, они приводят к тому, что меньше расходы тратятся на милитаристские вопросы, больше на внутреннюю политику, на социум. Есть плохая корреляция, что если в стране, в парламенте меньше 20% женщин в правительстве на руководящих позициях, то не решаются вообще проблемы уязвимых групп. Это люди с инвалидностью, это дети, это пожилые, это, ну и сами женщины, в том числе ЛГБТК-сообщество, то есть экологические вопросы, все, что связано с социумом и уязвимостями, это все обычно тянут женщины и занимаются этим женщины. Поэтому это доказанная история. Но вопрос в том... Любые ли женщины? И ответ нет, не любые. Потому что у нас с вами есть госпожа Качанова, госпожа Ермошина и многие другие пособницы режима Лукашенко, которые должны пройти такие же люстрации, такие же суды, как и сам Лукашенко. Потому что их никто не заставляет этим заниматься. Если потом окажется, что их там детей, не знаю, держали с дулом пистолета у виска, то суд примет это во внимание. Но мы, по крайней мере, обладая вот данными сейчас, понимаем, что женщины могут совершенно точно быть такими же пропагандистками. У нас есть Маргарита Симонян, есть Бондарева, есть огромное количество женщин, которые работают на зло, откровенное зло, которые причастны к убийству людей, детей и женщин, мужчин всех в Украине, которые буквально были пособницами этих режимов. Поэтому нет, не любые женщины во власти приводят к тому, что мир становится лучше. Гендерные квоты, о которых мы, например, вот сейчас частично говорим, да, почему они важны? Они важны, но они работают только в демократических институциях, потому что квоты – это демократический инструмент. Это инструмент, собственно, создан для того, чтобы улучшать ситуацию, но когда есть базовый фундамент. А когда мы квоту навешиваем вот на режим Лукашенко, то это, как, я не знаю, пластырь у тебя там рука оторвалась, а ты пластырем, подорожником так и заклеила, красиво. Вот, поэтому квоты не работают. Более того, есть исследования, которые говорят, что квоты вынуждают женщин увольняться, если среда не подготовленная. Например, в компаниях, в которых мы проводим там консалтинг по гендерному равенству, и компания хочет для того, чтобы пройти на какой-то IPO, торговаться на бирже своими акциями, и они такие, нам нужны квоты срочно, по-быстрому. И мы сразу предупреждаем, что у вас женщин станет меньше в руководстве. И кто-то все равно включает эти квоты, чтобы показать в отчетах, посмотрите, классно, инвестируйте в нас. И в итоге женщины уходят, потому что если среда не подготовленная, люди не знают, что такое гендерное равенство, неравенство, айфоны, плафоны, вообще все плевать, что вы там рассказываете. Женщины, что по природе, гуманитарии, потупее, плохие руководительницы, еще менструация, у них климакс, вообще все. Куча стереотипов непроработанных, и на фоне их квоты выглядят насмешкой и просто не позволяют, а выгоняют женщин из среды. Что происходит? Приходит какая-то талантливая женщина, которая пробилась в сферу, то есть она прям смогла, вопреки стереотипам, или просто прям классная, талантливая, и у нее есть выбор. Быть в компании, в которой в кулуарах и за спиной говорят, что ее по квотам взяли, или идти в компанию, в которой ее ценят за ее достижения, за ее таланты, за ее умения, навыки, вот все это. Я думаю, что талантливая и крутая женщина выберет второй вариант компании, причем женщины согласны даже на меньшие деньги, но если комфортно им работать в компании. И вот эта токсичная среда, вот эти стереотипы, это все женщину выгоняет из власти. Но возвращаясь к Беларуси, в которой вообще-то есть гендерные квоты в парламенте, потрясающие. Там 40% женщин. Да, а квоты на 30% стоит. Что делают эти женщины? Имеют ли они право на собственные решения? Имеют ли они право противостоять там кому-то в парламенте? Нет, они абсолютно там единая масса. Там не женщины, не мужчины, по правде, там никто не має не права. Может, потому что это не демократический режим. И там все кивают, как надо кивать. А кто не кивает, того или садят, или сажают, или убивают, человек исчезает, происходит самоубийство, что-то, или отправляют послом в какую-нибудь страну, в Казахстан. Вот, поэтому квоты важный инструмент. Але слухай, я у тебе хочу, як у експертки, спитати, як
ідэальна яны павінны працаваць. Таму што калі я думаю, як працадаўца, а я зараз працадаўца, напрыклад, так, каго браць на працу, то я не гляджу на пол. То бок мне важна, каб гэта быў класны спецыяліст. Мне не важна, мужчына, жанчына, там, колькі гадоў, то бок мне важна, каб чалавек класна выконваў сваю працу, быў прафесіяналам сваёй сферы. І я разумею, што пры падыходзе квотаў, так, мне трэба апроч гэтага улічваць яшчэ і пол. І я не ўпэўнена, што гэта добры падыход. Вот пераканай мяне, што павінен гэты падыход быць. Большинство руководителей действительно так думают. Они говорят, что мне плевать, кто это будет, женщина или мужчина, выполнять, хоть собака, главное, чтобы все работало. Им действительно плевать, и так работает бизнес. Вопрос в том, что часто люди в HR-командах, в рекрутинге, которые нанимают людей, обладают своим количеством стереотипов и своими мыслями про то, как это должно работать. И руководитель может быть супер прогрессивным, а рекрутинг будет спрашивать на собеседовании у женщин, тикают ли у них часики, или будут говорить, ну, у нас команда мужчин, поэтому мужчинам будет комфортнее с мужчинами. У них самих может быть куча стереотипов. Судя по исследованиям, которые у нас есть, они показывают, что гендерно-нейтральные программы, которые оценивают вот, с точки зрения резюме, пропускают большее количество женщин, чем люди. Угу. То есть это руководители правда так думают часто. Они говорят, я не верю в эти все гендерные квоты, это все чухня, потому что мне плевать, я беру талантливого человека, но просто талантливый человек может до вас не дойти. И в этом проблема. И мы советуем очень, прям многим компаниям, с которыми работаем, устанавливать в себе такие программы, которые вот хотя бы на гендерно-нейтральном вот типе, то есть они не смотрят на пол, смотрят на компетенции, квалификацию, хотя бы пропускать вот пул этих людей на собеседование. А на собеседовании должны присутствовать женщина и мужчина. Это важный показатель, который говорит, что при наличии и женщины, и мужчин на собеседовании меньше стереотипов по гендерному признаку, ни в одну, ни в другую сторону. Люди себя немножко держат в рамках, когда... вообще пока лучший вариант компьютер, потому что он как-то... Но если важно еще в корпоративную культуру понять, плетется ли человек или нет, то вот наличие и женщины, и мужчины минимизирует хотя бы вот наличие этих стереотипов. Ну и плюс уже есть большое количество протоколов, по которым, например, нельзя задавать вопросы про тикающие часики, нельзя спрашивать, когда ты собираешься беременеть, это просто неэтично. Человек не вагиной будет работать, камон. А мамы, которые возвращаются из декрета, самые преданные сотрудницы из всех категорий сотрудников, которые есть. Они будут грызть все за компанию, потому что вы дадите им работу, они будут счастливы не кормить никого грудью в периметре 1 метра. Это очень преданные люди. И они, правда, эффективны, потому что у них супер ограниченное количество времени, у них нет времени на медленные танцы, на разговоры, на кофе-брейки, они фигачат, потому что им нужно ребенка из садика забирать. Вот, так что здесь надо во всем всегда разбираться. И плюс я не прошу, от лица всего гендерного равенства. Нет, люди, которые занимаются гендерным равенством, не говорят о том, что всех мужчин нужно заменить женщинами, и тогда позже заживем. Нет, самые лучшие показатели эффективности у смешанных групп, когда мы учитываем и женский, и мужской опыт. Из-за того, что долгое время женский опыт не был учтен, у нашего мира много проблем. Например, в автомобильных авариях чаще всего гибли женщины или получали более существенные физические проблемы, урон физический. Это было связано с тем, что изначально автомобили были созданы для мужчин. Это нигде не проговаривалось, но женщины изначально не могли водить машины. В компании, которые проводили первую систему безопасности, тесты на систему безопасности, она состояла исключительно из исследователей мужчин. И так вышло не потому, что они ненавидят женщин и хотели нанести им урон, а потому, что у них не было женской оптики. Они первые манекены сделали по среднему типу человека, которым оказался средний мужчина. Средний вес, средний рост, средний размер, расположение органов – все это только на основании мужчины. Это доказано всеми автодилерами, автопроизводителями, они все признали эту ошибку. Да, действительно, долгое время был этот гэп, потому что не было женщин, не было того, что женщина скажет, беременных мы вообще не учитываем, а людей с грудью, а женщины чуть меньше. Только 10 лет назад появились первые манекены, которые учитывали бы женскую физиологию. 10 лет назад. С ума, ты представляешь себе, 2025 год. И только в 2021 году один из первых автоконцертов уже установили первые системы безопасности, которые сосредоточены на всех. То есть они учитывают всех. И отдельные ремни безопасности для беременных женщин учитывались. Но долгое время было не так. Не потому, что злые мужчины, а потому, что система не учитывала женский опыт. Чтобы мы учитывали женский опыт, чтобы наш продукт не вредил людям, чтобы он решал свои проблемы. Потому что система безопасности, она должна решать проблемы всех, а не только мужчин. Это не только вопрос справедливости, но и вопрос выгоды. Да? Нам выгодно, чтобы наш продукт классно работал. Для этого в нашей рабочей группе должны быть и мужчины, и женщины, потому что женщин половина населения.
Вот, смешанные группы работают супер. Они учитывают опыт разный, они более, так приятно себя ведут. Ну, то есть нету сексистских шуток. Если большинство мужчин, часто сексистские шутки произносятся. Если большинство женщин, там другие срабатывают паттерны. Ну, есть такие тоже психологические, социальные. Вот, и классно работает группа, ну, в идеале 50/50, но там уже с каким-то хотя бы перекосом, но тем не менее, чтобы и женщины, и мужчины были. Это просто выгодно. Давай обмяркуем ярких женщин у палітыцы. Качанова. Что ты думаешь про нее? Я думаю, что она пособница режима. У меня нет совершенно никакой ни иллюзии, ни романтизации ее. Я воспринимаю ее точно так же, как и других политиков в белорусской пропаганде, в белорусском режиме лукашенковском. Она своими руками виновна и в гибели тех людей, которые погибли во время протестов и в тюрьмах. То есть для меня вот любой человек в режиме Лукашенко виновен и должен понести соответствующее наказание. Но уголовное, судебное, а не рукотворне. Тому що, бачиш, Лукашенко її використовує як чоловіка, якого він відправляє на перемови з людьми. Тобто вона часто їздила супокоювати народ, вислуховувати, тобто проявляти некую емпатію. Она за ним подметает. Вот у него женщины на обслуживании. Есть Петкевич, есть Ермошина, есть Качанова, есть кто-то там еще был. Кто за ним. Вот были женщины, которые, вот он ляпнет что-нибудь, они идут подтирать за ним. Он что-то сделает, они идут убирать, успокаивать, да, вот это вот все. Женская функция. Они не субъекты политические. Они убирают за ним говно его. И это, я считаю, что они просто очень вредят другим женщинам, в принципе, потому что мы теперь не можем сказать, что все женщины в политике прекрасны, потому что есть они. Есть они, и этим многое сказано, к сожалению. Вот, я отношусь к ним как к преступницам. Ти вже згадала Петкевич, яка називається одною з самих моцних жінок у оточенні Лукашенки, ускладаюць на яе вялікія надзеі, так лічаць, што менавіта яна адказная была за выбарчую кампанію і так далей. Что ты про ее думаешь? Она мне очень нравилась, честно скажу, до 2020 года еще, она же уезжала надолго. Вот когда я ее в первый раз увидела, она выглядела очень сильной фигурой для меня, еще не разбирающейся во всех тонкостях политических режимов в Беларуси. Вот, а потом я узнала про то, что она буквально тот человек, который собирает гарем для Лукашенко, подкладывает под него наложниц, просто выбирает девочек в конкурсах, в национальных конкурсах красоты, которые не знают, на что идут, когда участвуют в кастингах. Нет такого, что в рекламе национального конкурса красоты говорят, а победительница будет подложена Лукашенко или предложена ему, как должна предложить ему свою мезуаге. Нет такого. Тебе там говорят про какие-то суперрекламные контракты, девочки, которые соглашаются на участие в таких конкурсах, они не понимают, с чем они столкнутся, если они победят, если их заметят. Что помимо того, что они должны будут сидеть с ним рядом, они должны делать, мы этого не знаем. Мы не знаем, что делали эти девочки, что их заставили делать, могли ли они отказаться. Мне кажется, не могли, потому что в диктаторском режиме, в авторитарном режиме ты не можешь сказать «нет» человеку, который владеет этим режимом, потому что тебя просто могут уничтожить. Особенно девушки, которые строили свою жизнь, по крайней мере, мечтали о модельной карьере, тем более студентки. Как правило же, в национальных конкурсах красоты участвовали студентки. Это молодые девушки, у которых только начинается карьера. Разрушить их жизнь вообще ничего не стоит. Это очень дешево. Это не купаловские актрисы, которые могли сказать тебе «нет». Мы знаем про эти истории, когда женщины отказывали приходить на какие-то мероприятия Лукашенко или идти с ними в баню. Но эти девушки могут не обладать такой властью, отказаться от этого. А что ты думаешь про лёс Марии Василевич? Яна была акурат пераможцай Міс Беларусь 2018, і менавіта яе абралі, і пасля гэтага яна яшчэ дэпутаткай стала, вальсіравала з Лукашэнкам, і все вось гэтыя бонусы, якія прыкладаюцца да пераможных медалёў и корон. Мне кажется, она была заложницей системы ровно до того момента, пока не начала его оправдывать после 2020 года. Потому что в 2020 году она еще, помнишь, ездила к протестующим, пыталась что-то... Она ездила в больницу, да, до сбитых людей. И ровно в тот момент, когда она, после всего того, что она увидела и услышала, после того, как она решила оправдать эту систему, в этот момент она стала пособницей и преступницей. До этого я считала ее одной из жертв этого режима, потому что, я понимаю, как может быть сложно отказаться, и мы не знаем всех деталей, как это может происходить. Что тебе могут рассказывать предлагатели, чем шантажировать, чем угрожать. Мы этого всего не знаем. Но она выбрала путь. У нее была возможность так же, как и у многих белорусов и белорусок, уйти,
уехать, бороться с режимом. Она выбрала другой путь и стала преступницей. А як ты ўвогуле ставішся до гэтых конкурсаў «Мисс Беларусь»? Слушай, я ужасно до них, если честно, к ним отношусь. Ну, потому что это вот опять про эти стереотипы, про то, что ценные женщины, ну, это красота, это, причем какая-то очень особая красота, недостижимая красота. Девочки перед этими конкурсами голодают неделями, ходят на инъекционную косметологию, на пластическую хирургию, убивают себя просто в залах. То есть они не для здоровья занимаются спортом, а для того, чтобы схудеть и вот что-то там убрать, еще какой-то там лишний сантиметр. То есть даже для них это недостижимая красота. Это пик просто, в который они могут туда пойти, еще что-нибудь вколоть и только в этот момент выйти на сцену. Но нам показывается по телевизору, что это и есть вот этот стандарт красоты. Так что это за стандарт, до которого даже самые красивые женщины, конвенционально красивые женщины, худые, не могут достигнуть? Что это за стандарт? И что мы показываем девочкам? Я помню, как я девочкой смотрела на это все, думала, ну вот они красивые. Вот они, мне так показывали, мне так продавали эту историю. Вот они красивые, а ты здесь снег под ногами майора, что-то такое. И это все большая беда, потому что ну, вот девочки смотрят и потом идут блевать в туалет. Потом идут, не едят ничего, тоже страдают диетами, потому что хоть чуть-чуть приблизиться к этому недостижимому идеалу. А он недостижимый, в этом-то и ужасная ирония. Але я просто, разумеешь, и я не могу побачыць ніякіх плюсаў. Ты выходзіш на сцэну, перад табой стаіць журы, нейкі пенсіянеры, якія глядзяць на цябе ў купальніку, да, і будуць цябе ацэньваць. Ты па што? Ну што, я тут што, прадаю сябе? Слушай, а что социальные лифты какие для женщин другие? Ну вот в Беларуси. Стать айтишницей – супер, но тебя с детства говорили, что это не для тебя. У тебя гуманитарный мозг, ты же девочка. Тебе с детства говорили. Я проводила исследование, почему женщины не идут в IT. Там 95% респондентов, 95 из почти 230 респондентов сказали, что они сталкивались хотя бы с одним таким стереотипом. И поверить в них очень просто, тебя в таком возрасте, когда такое говорят. Вот этот социальный лифт, ну как бы кто-то может в него, но не все. Что еще? В политику пойти? Ну, Конституция не под женщину. Не-не-не, нельзя. Там, если даже Ермошина говорит, что борщи варите, никуда вы там полезли. І, до речі, я пам'ятаю, що я ходила на конференцію для бізнес-вумен, і там большасць бізнесаў таксама сфера прыгажосці, фларыстыка, так, ну, то бок штосьці, што для жанчын. І хацелася б, мне б хацелася бачыць там абсолютно розныя, як бы всю палітру бізнесаў і сфераў, так, але тое, што я бачу, што гэта все равно такие там вопратка, стыль, то бок штосьці звязанае со сферой прыгажосці. Так будет происходить, пока мы не будем бороться со стереотипами, пока мы не будем рассказывать девочкам, что они могут не носить розовые, что можно, пока у нас в эфире не появится ведущая без макияжа. Хотя бы одна. Пока мы все играем по этим правилам, к сожалению. Потому что нам важно, чтобы нас слышали, важно, что мы говорим. Пока мы понимаем, что нас просто перестанут слушать, к сожалению, по этим правилам. Но я надеюсь, что кто-то из нас осмелеет однажды и выйдет без макияжа. Як ты думаешь, чаму ў свае прэс-сакратаркі Лукашенко абраў Наталью Эйсмонт і не мяняе яе? То бок гэта вось акурат той чалавек, якога ён бачыць на гэтай пазіцыі. Яно упрыгожвае яго коллектив. И она такая, она не просто ваза, но она очень преданная, она очень верная, она абсолютно его во всем поддерживает. Что же менять? И Ермошину зачем менять, и Качанов зачем менять? Они верные, преданные и не подводят его. И вот видишь, они же еще наверняка, может быть, даже талантливые какие-то женщины в своей работе, очень продуктивные, наверняка стараются больше. Вот поэтому что же менять, когда такая лояльность, такая любовь? Недавно мы даведаліся про то, што ў Лукашэнкі ёсць пазашлюбная дачка, і пытанне, якое ўзнікае, вось чаму ён яе не ўвёў у сям'ю, так? То бок Колю, пазашлюбнага сына, ён увёў у сям'ю, больш таго, ён яго пазіцыянуе як пераемніка свайго, так? То бок асноўнага сына, там, любімага сына. А дачка, ніхто пра яе не ведае, так? То бок яе не існуе ў ягоным жыцці. Это очень интересный вопрос. Я в нем, честно тебе скажу, не разбиралась, но мне было это ничего интересно. До этого же также Путин, его друг, поступал. Он же тоже прячет своих дочек, никому не рассказывает, что это они. И это огромная тема для исследований и спекуляций, но и исследований, да, в том числе потому, что сын – это гордость. Ведь во многих странах Беларусь очень частично затрагивает этот стереотип, что сын – это наследник, а дочь – это помощница. Вот поэтому наследник всегда ценился больше. А есть такая ужасная история, как селективные аборты. В Беларуси их нет. Ну, насколько я, по крайней мере, знаю, насколько статистика знает. Но во многих азиатских странах они существуют, когда родители, узнавая, что
пол ребенка, что это девочка, они избавляются, делают аборт по мотивации того, что хотят сына. И это огромная распространенная проблема во многих странах. В некоторых странах даже запретили узнавать пол ребенка, в которых есть селективные аборты, чтобы их не было. Но проблема существует, потому что ценность мальчика была выше, чем ценность девочки. Так патриархальная культура по мужскому роду и наследство передавалась и фамилией, в общем. Не знаю, может быть, с этим связано, но я не углублялась, если честно. Ведаеш, так само такое пытанне, якое ва ўсіх на слыху, ва ўсіх у галаве. Чаму Лукашенко не развёўся са сваёй жонкай, так? Ён не жыве з ёй дзесяцігоддзямі, так? Яе проста няма, мы яе не бачым, яе нідзе і не існуе. Яна існуе толькі там на паперы, так? І все ведаюць, што ёсць дом з агароджай, вось дзесьці там яна знаходзіцца, так? Пры гэтым ён вёў свайго сына ў сям'ю пазашлюбнага, так? Ён яго дэманструе, паказвае. І не адпускае сваю жонку, не дае ёй жыць сваім жыццём, так? І вось для мяне пытанне, гэта такое ўяўленне пра традыцыйныя каштоўнасці, што там нельга развесціся, я не магу развесціся, мне все равно трэба, каб на паперы у мяне была полная сям'я? Мне кажется, что это прекрасное отражение этой декларации чего-то и отсутствие этого же на самом деле, как с правами женщин, так и с традиционными ценностями. В Беларуси нет каких-то священных традиционных ценностей по виду Лукашенко. На примере его семьи. Он уже давным-давно не живет с этой женщиной. На бумаге он все еще с ней, потому что, да, у нас ценность в семье. Это наша скрепа. Потом мы открываем статистику, узнаем количество разводов. В Беларуси каждый второй брак заканчивается разводом. Каждый второй брак. Русскую рулетку сыграть эффективнее можно, чем выйти замуж в Беларуси. Это все трагедия на самом деле. Мы не умеем с этим работать. После развода женщина буквально одна воспитывает ребенка, мужчина и при совместном проживании не супер вовлеченный отец. У нас родительство, это соло-материнство в основном. И это все, и невыплаченные миллионы по алиментам, и то, что у нас женщины там многодетные матери записывают слезные видеосообщения Лукашенко о том, чтобы он дал квартиру, которую он обещал, и то, что не выполняются те гарантии, которые даются государством, декларируются, да, дал Бог зайку, даст и лужайку, ты роди, мы разберемся, государство поможет. Что он говорил? Третий ребенок мой. Но что-то не видно каких-то больших пособий для этих матерей, соломатерей, которые воспитывают детей самостоятельно. Почему они слезные сообщения записывают, чтобы ты хоть дал то, что пообещал? И это самое большое лицемерие, что меня раздражает, что декларация этих традиционных этих ценностей не соответствует тому, что в Беларуси происходит. Реши проблемы, посмотри ты на проблему. Но что люди не разводятся, разведись со своей женой, дай ты ей реально свободу, выпустить человека. Я переживаю, что она может быть, в принципе, заложницей всего этого. Мы не видим человека, в общем-то. И что там происходит. В общем, это, еще раз, декларация, не соответствующая реальности, как все, что делает Лукашенко. Сёння вельмі шмат сем'яў з дзецьмі няпоўныя, так? То бок ці маці, ці бацька і часта ў разводзе. Як это ўплывае на дзяцей? Никак, если продолжают родители быть оба вовлеченными. Исследования говорят, что в целом незначительные показатели погрешности, реально статистическая погрешность в восприятии мира и себя, и академических навыках и успеваемости, если родители разведены, но оба активно участвуют. Сильный недостаток по разным показателям есть, когда отец не вовлечен. Потому что мать, как правило, всегда вовлечена, у нее нет выбора, а отец не всегда вовлечен. И мы видим как плохую, так и хорошую корреляцию. Хорошая корреляция, если мужчина вовлекается. У детей, если... Там есть прекрасное исследование, очень красивое. Если папа приходит на соревнования ребенка в школу, то есть на публичное выступление в школе, и его видят сверстники и учителя, то у ребенка лучшая академическая успеваемость в школе. Это важно, когда за тобой стоят родители. Они за тебя. Мама как бы по дефолту. Но часто было, знаешь, раньше говорили, что мама главный родитель, а папа, и без папы проживем. Но нет, исследования показывают, что папа такой же важный родитель для ребенка. И если бы мы про это говорили, пропагандировали концепцию вовлеченного отцовства, ответственного этого родительства, парного родительства, мы бы совершенно иначе вообще, мне кажется, жили. Это очень важно для детей, это правда на них влияет и сокращает количество подростковых депрессий, количество попыток суицида и суицида подросткового, когда оба родителя вовлечены в ребенка. Это все-таки важно.
Лукашенко хваліўся, што біў сваіх старэйшых сыноў. Ягоны біёграф Карбалевіч лічыць, што на самога Лукашэнку цалкам верагодна паўплывала тое, што умоўна там недалюбілі, так? І ён акурат рос без бацькі. Як ты лічыш, наколькі гэта ўплывае? Это очень влияет. Это такой культ на колесо насилия. То вот человек, которого били в детстве, да, я читала, что у Лукашенко была очень деспотичная мать, которая его била сильно. Не буду вдаваться в подробности, но есть данные о том, что действительно он пережил домашнее насилие со стороны матери. Человек, который это не рефлексировал, не сходил к этому психологу, у нас мужчина не ходит к психологу, ведь это для слабаков. Человек, который не прошел, не остановил этот цикл насилия на себе, возобновляет этот цикл насилия. Да, может быть, не в такой форме. Если тебя там сильно избили родители, может быть, ты не будешь ставить ребенка голыми коленями на гречку с солью. Может быть, ты выберешь другую форму, больше эмоционального насилия. Может быть, подзатыльники. Может быть, ты не будешь избивать ребенка ремнем с бляшкой металлической. Может быть, ты выберешь другой стиль. Да? То есть чуть-чуть помягче. Это может снижаться, но полностью ты не сможешь от этого избавиться, если ты не остановил это, не проработал это, не понял, что с тобой несправедливо обращались. Это все-таки очень большая трагедия для ребенка, потому когда самый значимый взрослый, а родители – это самые значимые взрослые, обращаются с тобой плохо, потому что ты не можешь понять, что они могут плохо поступать. Для ребенка родители – самые лучшие на свете родители. Дети, которые оказались в приютах, которых отдали родители, не просто которые отдали родители в приют, считают своих родителей самыми лучшими. Дети преступников считают своих родителей самыми лучшими. Для ребенка не существует понятия «плохой родитель». Просто базово. Они могут что-то говорить, но базово они считают своих родителей самыми лучшими. И если эти родители что-то делают плохое, то это концепция, и тебе никто не объяснил, что это плохо, то ты воспринимаешь, что ты что-то сделал не так. Ты это как-то заслужил. И значит, можно заслужить насилие. И если твой ребенок будет, например, также шуметь, кричать, спорить, с тобой не соглашаться, ты подумаешь, что это наверняка тоже метод. Ведь ты же вырос нормальным человеком. В такую фразу они воспроизводят. Вопрос, вырос ли ты правда нормальным человеком или нет? Наверное, нет. Наверное, травма какая-то осталась, раз ты воспроизводишь этот цикл насилия. Поэтому так важна терапия. Поэтому так важно приходить, даже когда кажется, что нечего нести. Потому что в терапии мы добираемся туда, куда наш мозг старается не заглядывать, в самые темные уголки нашей памяти, когда с нами поступали в самом уязвимом, незащищенном возрасте так, как не должны были поступать самые значимые люди в нашей жизни. Но это очень сложный путь, но очень важный. Его надо начать с себя, чтобы остановить этот цикл насилия. Я это всегда воспринимаю. Я была ребенком, с которым не всегда хорошо обращались в детстве. И я в своей голове, для меня это картинка, в которой стоит женщина, вот так вот держит руки, перед ней маленький ребенок, а сзади нее тысячи вот этих орущих лиц. Поколение за поколением родители применяли насилие к детям. Это было бесконечно. В какие-то моменты жестче, в какие-то мягче, но это было. Это было у всех повсеместно. Так воспитывали детей, считалось нормой. Помню, что мне даже говорили, это педагогическая концепция Макаренко. Естественно, ни о каком насилии Макаренко не писал. Но оправдывали, говорили, что это так важно, нужна сильная рука детям, нужна дисциплина. И дисциплина была равно насилию. И мне стоило больших усилий, в принципе, решиться на ребенка, потому что я думала, а вдруг я тоже буду это воспроизводить. Я не хочу, чтобы мой ребенок чувствовал то, что я в какой-то момент чувствовала в своем детстве. Или что я видела, как относятся родители к моим некоторым друзьям. И было то, что моего ребенка за 5 лет, уже 5,5, никто никогда не тронул пальцем в ситуации какого-то конфликта, еще чего-то, не наорал на нее, не оскорбил, не потянул за руку из-за злости. Я считаю своим огромным родительским достижением, что я смогла остановить этот цикл насилия на себе. И я очень надеюсь, что никогда я не буду ничего подобного делать. Мне так хочется в это верить. И я прям буду все делать для этого. Мне кажется, что только вот такой какой-то жертвой, не жертвой, но работой можно это остановить. Но это того стоит. Як это ўплывае на дзіцяці? Што ты бачыш па сваёй дачцэ? Господи, она абсолютное дитя любви. У нее абсолютная ценность себя есть. Она, конечно, покажет мне еще, я чувствую. У нее супер... Она может отстоять свои границы. Она это делает на детской площадке. Я смотрю с восхищением, когда она
спокойно и уверенно говорит: мне так не нравится, не делай так, пожалуйста. Она эту фразу сказала как-то в Грузии моей маме, и это было просто, я смеялась до коликов. Моя 5-летняя дочь учит 50-летнюю маму тому, как нужно говорить: если тебе не нравится, как тетя с тобой говорит, ты ей скажи: не делай так, пожалуйста, мне так не нравится. И я думаю, Алла Назаровна, может быть, стоит попробовать хоть раз в жизни тоже отстоять свои границы и права. И она молодец. Я надеюсь, что я не буду, понятное дело, растить ее в мире розовых пони. Я расскажу в какой-то момент, что есть насилие. Мы уже там какие-то правила безопасности проговаривали, что есть люди с плохими мотивами. Да. Мы не говорим, что это какие-то злые люди, но вот плохие мотивы есть у людей. Да. Они могут навредить тебе. Поэтому вот для безопасности твоей мы делаем это и это. Нету такого, что я говорю, потому что я так сказала. Это вставило меня в ступор в детстве. Я так сказала. То есть это такая вертикаль власти, в которой как раз существует насилие. Нет, я стараюсь объяснять, садиться на ее уровень, смотреть глаза в глаза, подбирать простые слова сложным каким-то ситуациям, объяснять это все. Это сложно, но это того стоит. А ты бачишь, что ситуация в целом меняется? Да. Я вижу, что родители стали более тревожными, как минимум, потому что мы внезапно, мы выросли, поняли, что со многими детьми обращались несправедливо в детстве. Что люди, которые должны были дать нам базовую безопасность и любовь, с нами так, к сожалению, не смогли нам обеспечить это. У нас есть объяснение, с ними обращались еще хуже. Объяснение есть, но это не отрицает твоей боли какой-то, твоей травмы, того, что произошло с тобой в детстве, того, как с тобой несправедливо обращались. Это не может этого отрицать. Объяснять, да, но не отрицать, не отменять вот это все. И уже родители молодые, которые вспомнили уже, что с ними произошло, сходили на терапию, поняли, что это было несправедливо, ужасно боятся навредить своим детям. Мне кажется, страх пропитывает все родительство современное. Очень страшно за детей. Из-за безопасности, за то, что вот буллинг, а вот насилие, а вот еще что-то. Мы знаем очень много, мы учимся очень много. Никогда еще родительство не было таким осознанным, как сейчас. Да, не у всех. Да, это еще далеко от, не то что идеала, даже от баланса. Большинство все-таки идут по вот этой накатанной, цикл насилия воспроизводят. Но огромное количество родителей тратят большие деньги, чтобы обучаться, покупают книжки, проходят курсы, от детей отправляют на курсы. Родители, которые отправляют детей на курсы в нашу школу, мы с ними работаем, я понимаю, боже, какие тревожные, прекрасные люди. И в какой-то момент думаю, что, Господи, удочерите меня, пожалуйста. А они прям такие: а вот если я так сделаю, а вот я какую травму нанесу? И я понимаю, что тоже. Но я смирилась с собой, думаю, моей дочери все равно будет что рассказать психотерапевту. Конечно же, будет. Мама наверняка много работала. Точно она про это скажет, что мамы не было дома часто, а вот хотелось бы, чтобы больше. Скажет, буду ли я менять себя из-за этого? Наверное, нет, потому что если я со всей своей энергией останусь дома, то я буду просто катастрофой для нее. Потому что я же не дам ей спокойное детство. Я буду ее бесконечно обучать, я буду с ней заниматься английским, математикой, информатикой. И вот это надо. А вот здесь эффективность. То есть я сама такая тревожная, мне нужно постоянно что-то делать. И если я бедного ребенка обрушу всю свою любовь, я думаю, она сойдет с ума. Поэтому хорошо, что есть бабушка. Бабушка такая: мультики, давай третью серию подряд, давай, все супер. Сладости, а мама пока не видит, мы съедим сладости. Надо, чтобы у ребенка было детство, потому что если мы тревожные набросимся на них, то он будет чудовищно. Но мне очень нравятся современные родители. Мне кажется, что мы большую цену платим и за предыдущее поколение, и для будущего поколения, но на ком-то должен остановиться цикл насилия. Пусть это будем мы. У России вельмі нетрывіальным шляхам вырашаюць праблему з нараджальнасцю. Там зараз придумалі даплачваць школьніцам по $1000, нават больш трошку, за цяжарнасць. Так? У Беларусі насамрэч таксама даволі вострая праблема з нараджальнасцю стаіць, але наколькі такі інструмент можа быць працоўным і ўвогуле як змагацца з гэтай праблемай? Эта трэш-пропаганда никогда не помогала сокращению количества абортов или увеличению рождаемости. Она не работает. С точки зрения репродукции она не работает, потому что это важнейшее решение в жизни людей, они принимают его самостоятельно. Вот эти выплаты, они могут повлиять на людей не в центральных каких-то городах, а в самых бедных регионах, в которых это большие деньги. И если это начнет мотивировать девочек, это все-таки мы еще говорим о несовершеннолетних людях, да? Беременеть вместе с шоу «Беременна в 16», это просто пиздец, простите. Это абсолютно катастрофа, это неэтично, не педагогично, очень много не подставлять. Это просто человек не может осознанно принять решение о рождении ребенка в таком возрасте.
Это невозможно. У тебя кора просто не сформировалась до конца. Это ужасно. Я переживаю, что в Беларуси могут эту риторику подхватить, потому что периодически тоже заговаривают о том, чтобы об ограничении права на аборт, и вот это вот все, и о том, что женщинам не надо идти в институты, вот бы родили бы, а потом подумали бы про образование. Это все ужасно. Это все ведет и к деградации, и к тому, что никакого секс-просвета не может быть вот в мире, в котором такие нарративы. А что важно, есть статистика, которая говорит, что наличие секс-просвета базового в школах, такого хорошего, ну или какой-то полноценный, который ты прошел в курсах, оно немножечко отодвигает возраст вступления в половую жизнь. А это важно, то есть когда решение принимать не потому, что типа секс это плохо. Нет, это хорошо, но в свое время, когда ты понимаешь, что это не социальное давление, это не, то есть от тебя этого не требует кто-то, а ты можешь принять осознанное решение, это супер. И такие люди чаще создают крепкие семьи, меньше разводятся, они больше понимают про себя, они понимают про личные и чужие границы. Это так важно. И просто от базового секс-просвета в школах такое количество проблем уходит, что ты думаешь, господи, вы же не можете быть такими тупыми, чтобы не понять, что это рабочий крутой инструмент. Во многих школах мира интегрирован, сокращает количество заболеваний, передающихся половым путем среди несовершеннолетних, сокращает количество нежелательных беременностей. Вы же хотели сокращения абортов, тогда сокращайте нежелательные беременности. Вот вам, вот что нужно делать. Но нет, а не запретить, заставить рожать, запретить делать аборт. Вот это все не работает. И они это знают. Вот это хуже всего. Это все ужасное лицемерие, потому что они понимают, у них есть вся статистика, они знают, что в Беларуси чаще всего аборты делают замужние женщины, у которых есть минимум один ребенок. И самая частая причина – это экономическая причина. Женщины в Беларуси знают, как дорого содержать ребенка, как это дорого его воспитывать. Поэтому, если бы они этого не знали, было бы другое. Но у них есть вся эта статистика. Они ее приносят в папочках, им приносят, они говорят, а все равно лучше аборты запретить. Хотя они прекрасно знают этот опыт наших бабушек с металлическими вешалками, что даже в тот момент количество абортов сократилось только на бумаге, но аборты ушли в подполье. А як можна полепшити тоді нараджальність? Тобто економічна упевненість, стабільність, рост добробыту. Это уже много. Это же одно из самых важных. Сейчас в Беларуси еще с репрессиями бы разобраться, потому что женщинам просто страшно рожать. Страшно рожать, когда ты не понимаешь, что будет происходить. Втянут ли твою страну в войну или нет. Сколько он еще будет так играться, сидеть на двух стульях. В какой момент белорусы войдут, собственно, белорусская армия может войти на территорию Украины. Несколько было таких сообщений. И это очень пугало женщин, потому что тогда война может прийти и в Беларусь. И они это прекрасно понимают. Мені здається, ось цей лозунг, так, многих, хто починає війни, баби ще нарожають, так? Да. Просто абсурдне, так? Мясо. Они воспринимают людей как мясо. Есть такая очень попсовая фраза, но она, мне кажется, очень правдивая, что если бы мужчины знали, какой ценой на свет появляются дети, они бы никогда не начинали войн. Но я в нее все-таки, есть в ней только правды, хотя она, конечно, попсовая очень, но это правда так. Это просто роди тогда и отправляй то, что родишь на войну. Еще плюс женщины понимают, что они будут рожать вот в этих государственных больницах, из которых уехало огромное количество крутых акушеров-гинекологов за границу в эмиграцию, репродуктологов. Они знают, что такое насилие при родах. Это когда на тебя могут накричать в формате зачать ребенка не больно было, сейчас что орешь? И это постоянная практика или условия, в которых рожают женщины. Многие женщины рассказывали свои истории, присылали фотографии туалетов, в которых дырка в полу. Ты думаешь, вы что, серьезно? Там женщина родила, только как она может наклониться в такой позе? Что это? Или в обвалившейся штукатурке. То есть, в принципе, условия могут быть, к сожалению, не во всех больницах, но есть те, в которых неприемлемо просто рожать. И, конечно же, школы. Ты отправляешь своего ребенка на почти уроки о важном, как в России. В Беларуси есть уроки пропаганды в школах. Да, они могут быть неэффективными, но я бы не хотела, чтобы моему ребенку рассказывали, что там укрнацисты в биолабораториях гендерно модифицированных, как они говорят, мышей разводили. Заражали весь мир. Это все чудовищно. Я бы не хотела своего ребенка давать в такую школу. А какие варианты? Частных школ не осталось. Какие варианты в Беларуси? Я бы там не рожала. Сейчас я понимаю женщин, для которых это огромный вопрос сейчас стоит. Экономический вопрос, репрессивный вопрос, пропаганда в школах, здравоохранение. Столько причин, почему не рожать. Як так сталося, що менавіта ти стала тварам жаночих маршаў у Беларусі?
Ну, не я адна, дзякуючы багіне, не ведаю якой. 20-й год. Я толькі вось некалькі месяцаў назад таму нарадзіла дзіця. Я нарадзіла дачку, ёй было тады вось 5 месяцаў у жніўні таго 20-го года. І я была не ў Беларусі, я знаходзілася ў Маскве. Я працавала там уже некалькі гадоў, жыла сваё лепшае жыццё. Я нарадзіла дачку за сваім каханым мужам. Вось, у нас все было добра. Мы жылі ў такім велізарным доме. Все добра, што табе не хапала. Але ж калі пачаўся гвалт, гэты, ну, я нічога не магла рабіць, я не магла займацца дзіцём. Я глядзела навіны, я глядзела на сваіх сяброў, якіх гвалтуюць на вуліцах Мінска, і не толькі. І гэта было немагчыма. І я тады вось, у дзень галасавання сказала свайму мужу, што я паеду. Ну, я не магу. Я не існую тут. Мяне няма ні з табой, ні з дачкой, ні ў гэтым доме цудоўным. Я вось там, я за сваімі людзьмі. І мы шмат дыскутавалі, але ж ён падтрымаў мяне, і я за гэта заўсёды буду дзякаваць яму, таму што гэта як на мяне набросіліся не толькі СМІ, але ж і, ну, і нават нашы родныя. Што кшталт у цябе дачка? Маць кукушка, так. Таму што гэта ж маё священное предназначение. Я вельмі люблю сваю дачку, але ж я была б не я, калі б я не паехала. Вось я паехала вось у самы такі момант гвалту. 9 жніўня увечары я ўжо выязджала з дому, і тады вось уся гэтая карціна існавала на гвалце. Было шмат такого страху жывотнага. Гэта было вельмі, вельмі страшна. І мы з маёй сяброўкай разважалі, што можна зрабіць інакш. І папрабавалі неяк паглядзець на гэтую сітуацыю. Ну, вось, я займалася івентамі, яна камунікацыямі. І мы неяк паспрабавалі, а што? Гэта ж гэта не ўсё гвалт. Што ў Беларусі ёсць іншае. І мы, ну, я вельмі веру ў жанчынаў, таму я паспрабавала вось такую ідэю. Ну, вось мы разважалі пра жанчынаў, пра нейкія сімвалы, пра белы колер, пра вось у нас яшчэ мы ж гэта рабілі вось помимо вот этого всего, да, с белыми платьями, помимо женской цепочки, там была очень важная колыханка. І для мяне гэта было вельмі важна, таму што вось у мяне ёсць дачка, я ёй спяваю калыханку гэта кожную ноч. І не толькі ноч. І для мяне вось гэта была некая такая нітачка, што я і не толькі для сябе гэта раблю, і для яе я раблю гэта. Таму што я хачу, каб маёй дачцэ ніхто ніколі не казаў, што яна не можа стаць прэзідэнткай, таму што яна жанчына, сур'ёзна, канстытуцыя не пад жанчыну, што гэта за... Нават і не смешна. Вось таму вось гэтая нітачка так і працягнулася, і была калыханка, і былі белыя сукенкі. Ну, а яны адбываліся па ўсёй краіне. То бок мы стварылі тэлеграм-канал, у якім вось мы расказвалі пра гэтыя маршы, і мы адразу дамовіліся, што гэта будзе гарызантальная камунікацыя, то бок не мы галоўныя паказваем вам, куды вам ісці, а мы асвету робім. Вы нам рассказываете, где вы будете маршировать. Случилась магия в том, что никто не стал лидером протеста, лидеркой протеста, лицом протеста. Мне кажется, было так много лиц, и в этом это было так круто, что наша задача была дать просто пляцоўку, дать вот эту пляцоўку, сказать, где бы вы ни были, які б там ни был марш, вось, калі ласка, дайте информацию, дайте спасылки, где вы збираетесь, мы ўсё будем освечивать. І вось у гэтым, мне падаецца, таму гэта спрацавала. Як доўга ты пабыла ў Беларусі? 1 тыдзень. Як гэта на цябе паўплывала? Гэта было вельмі складана, гэтая карціна, калі я з гэтым, прабачце, малакаадсосам над плакатам кажу, вось там памылка, ну гэта заўсёды са мной застанецца. Можа, таму моя дачка такая рэвалюцыянерка, таму бок яна з малаком маці потым упітала. Але ж я паабяцала свайму мужу, што я вярнуся, калі вось дачке споўняцца паўгады, быў яе першы, ну, такі полуюбілей. Вось, я вярнулася, гэта было жудасна, вельмі страшна. Але ж вельмі натхняльна. Ну і вось і маё жыццё назаўсёды змянілася пасля гэтага. Тое, што ты феміністка, гэта табе замінала ў тваіх асабістых стасунках? О, шмат, канешне.
Не з мужам, вось пра якога я расказала, але ж і раней, і пасля таго, такое, ну, бывала, так. Ну, таму, то бок, першае, што тебе пытаюць, ты феміністка, а пакажы падмышкі. Думаеш, сур'ёзна? Як гэта звязана? Як гэта звязана? Ці, а ты заплаціш за мой кофе? Добра, пачынаем размову. Але ж я не хачу даваць бескаштоўныя лекцыі. Я зарабатываю за лекцыі грошы. Ці ты плаці за мою каву, я табе нешта распавяду пра гендерную роўнасць і фемінізм. Ці, вось... Ну, шмат мужчынаў, на жаль, успрымаюць фемінізм як барацьбу супраць мужчынаў, а не як барацьбу за правы жанчынаў. Ніяк і пра гендерную роўнасць я заўсёды кажу на сваіх лекцыях і ў кампаніях, і для вось так звычайных людзей, што гендерная роўнасць, якой я займаюся прафесійна, гэта не жанчыны супраць мужчынаў, гэта жанчыны і мужчыны супраць стэрэатыпаў. Таму што гендерная няроўнасць, яна ж не толькі жанчынам перашкоджвае, але ж і мужчынам. Таму ёсць шмат стэрэатыпаў пра мужчынаў, і мы все ведаем, што нельга плакаць, нельга даваць нейкую слабіну, трэба заўсёды быць моцным, заўсёды трымацца. І таму мужчыны у нас на 10 гадоў менш жывуць за жанчынаў, таму што не ходзяць да лекараў, не ходзяць да псіхатэрапіі, не даходзяць. Мне здаецца, яшчэ часта з алкагалізму проста. Алкагалізм таксама. Ну, то бок, ціск на іх вельмі вялікі таксама. Але ж большую частку мы шмат кажам пра жанчынаў, таму што дыскрымінацыя на жанчыну існуе ў кожнай галіне, у кожнай. Вось куды мы не пойдзем, вот аб чымсьці не спытай мяне, я табе раскажу, якая там статыстыка, дзе там ёсць дыскрымінацыя. На жаль, так адбываецца. Але ж мы не кажам, што толькі жанчынам перашкоджвае. Не, мужчынам таксама. Але ж я кажу пра тое, што гендерная роўнасць, яна ад яе лепш усім, не толькі жанчынам, але і мужчынам. Пры гендернай роўнасці я гэта кажу заўсёды. Ну, вось ёсць такая статыстыка. Яе ніхто не аспаріваў. Ну, вось ёсць статыстыка аб тым, што пры гендернай роўнасці у мужчынаў лепш яны даўжэй жывуць, лепш здароўе ўвогуле, лепш заробкі не толькі ў жанчынаў лепш, але ж у мужчынаў. Карпаратыўная культура лепей, таму што яна менш, ну, вось, такая больш інклюзіўная і менш таксічная, таму што таксічная вось культура, яна заснованая на мускуліннасці, на вось такой канкурэнцыі. А вось у больш інклюзіўнай карпаратыўнай культуры яна лепш для ўсіх, і для мужчынаў і жанчын. Але ж у мужчыны яшчэ лепшая, секс нават лепей, таму што звязана з дамашнімі, ну, такімі хатнімі абавязкамі, таму што мы вось у гендернай роўнасці кажам заўсёды, што трэба гэта ўсё па справядлівасці рабіць. Ты ж не... Ну, калі вось вы ў пары, так, вось у вас там две асобы, так вы павінны неяк... І вы две асобы працуеце, то трэба і неяк хатнія справы таксама раздзяляць. Гэта было б справядліва. Але ж гэта не толькі справядліва, але ж выгадна. І вось і нават ёсць такое даследаванне пра тое, што секс лепей. Давай разберемся. Жыць жанчыне за кошт свайго мужчыны. Гэта акей ці не акей? Ну, на мой погляд, мы не павінны ніколі вінавачваць жанчыны ў такой, калі яны прымаюць такую схему, таму што, ну, вось усё наше, маё дзяцінства мяне к гэтаму гатавала, таму што лепшае, што ты можаш зарабіць у сваім жыцці, знайсці мужчыну, які будзе вось табе ахоўваць табе, даваць грошы. Вось уся культура мяне к гэтаму гатавала. І моя маці, яна вельмі добры чалавек, але ж яе ёсць узбекскія карані, і таму яна заўсёды жартавала пра гэты калым. Гэта выкуп за нявесту. Вось за табе дадуць калым, і вось такі калым, і сякі калым. І заўсёды мяне ацэньвалі за калым. Ці дадуць за мяне калым, ці не дадуць за мяне калым. І гэта, ну, як з гэтай установы вырасці ў дзяўчыну, якая верыць, безумоўна, у сваю самацэннасць. Гэта ж немагчыма. Гэта вялікая праца была мной зроблена, маім псіхатэрапеўтам, з якім, ну, кніжкамі па фемінізму, якія вось толькі вось так я змагла неяк вось у сабе ўзрасціць гэтую самацэннасць, таму што я не існавала. Мая самацэннасць была вось звязана з тым, знайду ли я сабе мужа, знайду ли я мужа, у якога ёсць грошы, таму што гэта самае важнае. Ну, гэта вельмі складана. Таму тыя жанчыны, якія вось зараз так жывуць, яны, ну, на жаль, робяць гэта па сістэме. Яны робяць, як нам казалі. Але ж я заўсёды кажу пра тое, што гэта папросту небяспечна для жанчыны.
У нас ёсць, на жаль, вялікая карэляцыя з тым, што хатні гвалт існуе ў сем'ях, дзе 95% такіх сямей у іх ёсць эканамічны гвалт, мы кажам, калі вось такая залежнасць ад мужчыны існуе. Таму што калі вось ёсць гэта эканамічная залежнасць, ну гэта вялікі такі саблазн зрабіць так, я сказаў, будзе толькі так, таму што я тут хазяін, я аплочваю кватэру, не ведаю, што там яшчэ, памаду табе. Выганю на вуліцу. Выганю на вуліцу, калі ты будзеш сябе неяк весці не так, як патрэбна, не як сапраўдная жанчына. І у цябе проста менш свабоды. Ты, ну, на мой погляд, гэта такая продажа сваёй свабоды, ну, у якіх-то адсотках. Не ўсе адносіны такія. Але ж гэта вялікі шанец аказацца ў такіх гвалтоўных адносінах, несправядлівых для жанчынаў. Таму мы заўсёды кажам, окей, ну, вось такая мадэль адносінаў для табе спрыяе зараз. Добра. Але ж у цябе заўсёды павінен быць свой гэты fuck of capital майго. Гэта такі скандынаўскі неалагізм, які апісвае такую суму грошаў, якая табе дазволіць паслаць ужо ў дупу працадаўца, які вось к табе адносіцца неяк, ну, вось недобра. Дыскрымінуе табе, жартуе пра цябе неяк, што ты нейкая там бландынка і нешта такое. Ці паслаць у дупу мужа, які вось руку на тебя поднял. Ну и вось этот fuck of capital, мы про него много говорили в женском шоу, которое снимали о женщине тяжелого поведения, которые признаны экстремистским в Беларуси, потом в «Уехавших оставшихся», который пока, к счастью, держится. Это такая сумма денег, вот несколько месяцев, подушка безопасности просто. Если она у вас есть, она неприкасаема мужем, тогда, окей, оставайтесь. Просто будьте готовы. Потому что большинство женщин, которые встречаются с насилием, самая частая фраза «почему ты не уходила» — это «я не могла, куда мне уйти, особенно если есть ребенок». Женщина никуда не уйдет, потому что ее первая вот такая потребность — это защитить ребенка. Ну, она не оставит ребенка с человеком, который поднял на нее руку. Она будет стараться защитить ребенка, но если ей некуда пойти, если у нее нет никаких сбережений, куда ей пойти, за что ей кормить ребенка? И авторы насилия, как правило, все делают для того, чтобы изолировать еще женщину. То есть авторы насилия часто начинают с того, что вообще говорят тебе: ты не дружи с этой подружкой. Она тебе что-то такое говорит, она на тебя плохо влияет, или она не желает тебе добра. И от тебя отсекаются раз за разом подруги. И ты в какой-то момент понимаешь, что тебе некому написать. А это, ну, такая, в целом автор насилия — это такая стратегия поведения. Они тебя изолируют. Их задача сказать: никто тебя не будет любить, как я. Никто не будет о тебе заботиться, как я. У тебя никого нет, кроме меня. Это очень частые фразы, паттерны. Если вам когда-то такое говорили, пожалуйста, run, бегите, бежите со всех ног. Вось таму вось такая fuck of capital дапамагае жанчынам існаваць у бяспецы, нават у адносінах, калі яны залежаць ад мужчыны. Ты стварыла стартап для падлеткаў, ты збіраеш групы, у якіх працуеш акурат з дзецьмі у падлеткавым узросце з 12 до 16, калі я правильно памятаю. Дарэчы, скажы, вось гэтыя дзеці, так, новае пакаленне, падлеткі, яны чым адрозніваюцца ад твайго пакалення, напрыклад, твайго, майго? Яны мне вельмі падабаюцца. Яны вельмі зацікаўленыя, але ж не ў, напрыклад, не ў сексе. У нас ёсць сексуальная адукацыя для падлеткаў, і ім гэта ўжо не так цікава, таму што ў нас было на гэта табу. Нам нельга было нічога пра гэта ведаць. Мне здаецца, в 2000-х на любым телеканале, так, ты ўключаеш, і там просто голая жанчына. А нам нельга было. І маці закрывала мне вочы, каб я не глядзела на пацэлуі у нейкай Санта-Барбары. І я памятаю гэта. То бок у мяне зарабілі табу, і мне было вельмі цікава паглядзець, а што там у іх, а як там. І мы з сябрамі глядзелі порно на касетах, у радзіцельскае гэта. І гэта было вельмі ўсё цікава. Зараз у іх ўсё ёсць, уся інфармацыя, усе сайты ім даступныя. І калі няма гэтага табу, яно не так уж і цікава. Але ж ёсць іншая праблема. З аднаго боку, гэта добра, што шмат ёсць рэсурсаў, сайтаў, ёсць інтэрнэт, тик-ток. А з іншага боку, гэта ж шмат дэзінфармацыі. Вельмі шмат, таму яны не могуць адрозніць
То бок крытычнае вось гэта мышленне, яно яшчэ яшчэ развіваецца. Яны не могуць разумець, што ў Інстаграме не ўсё праўда. Гэта трэба ім вось так падкрэсліваць. Трэба адукацыю пра гэта весці, пра тое, што вось ёсць дыпфейкі, ёсць яшчэ існуе вось такое і такое. І як гэту інфармацыю, праверку правесці. Гэта вельмі складана, таму што вот пример один. У нас есть курс по кибербезопасности, он на стыке тоже коммуникации, секс-просвета. У нас в целом все курсы так перевязаны, потому что это все важно. И вот мы с подростками, мы даем им тест определить, где фейк, а где не фейк. И почти все проваливают фейк. Да, потому что такое количество изображений, и так гениально сейчас искусственный интеллект это все может делать, если, не колдово сделать, а вот прям постараться, то очень сложно отличить. И не только фотографии, новости. Если новость подкреплена какой-то статистикой, ссылкой на какое-то исследование, такие, конечно, там же написано. Потому что так, в школе же тоже не учат критическому мышлению. Это очень удобно. Такие авторитарные режимы, как в Беларуси, или в той же России, им очень удобно не обучать детей проверять информацию. То же самое, что случилось с учебниками по истории в Беларуси. Когда изменился новый учебник в прошлом году, знаешь, какой комментарий дал министр образования, что мы сделали учебник, в котором все выводы уже сделаны. Думать не трэба. Так. А навошта думаць? Таму што калі ты пачнеш думаць, ты будзеш задаваць нейкія пытанні непрыемныя пра выбары, пра фальсіфікацыі, пра дэмакратыі, дыктатуры. Нельга табе гэта. Вось ёсць кніга, якой ёсць усе адказы на ўсе пытанні, і нельга задаваць дадатковыя нейкія. І гэта велізарная праблема, таму што мы вось нашых падлеткаў выпускаем у мір, у якім шмат небяспечнасці. І ў онлайн-сістэме таксама. Вось, таму для мяне гэта вельмі важна. Хочу цябе таксама пра падлеткаў спытаць, тому што яны выраслі ў час, калі ў Інстаграме ўжо ёсць вось гэтае мора фотаздымкаў шыкоўнага ідэальнага жыцця людзей. І калі ты дарослы чалавек, то ты ўсведамляеш, так, што за гэтымі фотаздымкамі ёсць рэальнае жыццё, і вельмі часта яно мала перасекаецца, альбо не карэлюе, альбо людзі апускаюць все, што стаіць за гэтымі прыгожымі фотаздымкамі. Як на іх гэта ўплывае, што яны растуць у такі час, калі здаецца, што у кожнага першага просто лакшери жыццё, так, и никаких проблем нема. К сожалению, психологическое состояние подростков сильно меняется. У нас мы видим корреляцию с увеличением доступа к цифровым ресурсам различным, в том числе к Инстаграм, который плохо проверяет подростков. То есть вообще он не должен быть доступным подросткам, но подростки им пользуются. ТикТок, в котором есть куча фильтров. Это все сильно влияет на количество подростковой депрессии, подростковых суицидов и повторных попыток суицида. Что происходит с подростками? Он видит Инстаграм или ТикТок, видит социальные сети, в которых какой-то есть эта идеальная вылизанная жизнь. Он думает, есть этот прекрасный успешный успех, есть эти прекрасные красивые люди, богатые, успешные, и он сравнивает со своей жизнью. Взрослый человек может подумать, они все там врут, и будет прав. Потому что в интернете все врут. Особенно блогеры-миллионники с глянцевой картинкой, там очень много вранья. И мы уже видели огромные расследования на эту тему. Но подростков, у них еще нет такого опыта, как у нас, нет насмотренности этой. И они видят и верят, что там, как всегда, Стив Джобс бросил университет и стал миллиардером. И у них такая корреляция. Если я брошу университет, я стану миллиардером. И тут не учитывается, возвращаясь к когнитивным ошибкам, это же тоже когнитивная ошибка, такая систематическая ошибка выжившего, при которой, какое количество Стивов Джобсов это погибли в этой канаве, или просто не смогли реализоваться в профессии, им приходится работать на нелюбимой работе из-за того, что они бросили университет. Это не значит, что университет какая-то манна небесная, но это значит, что вот эта картинка, которую рисуют в интернете, часто далека от правды. А особенно это сильно влияет на девочек-подростков, потому что у нас огромное количество, опять увеличилось количество анорексии и дисморфобии, то есть когда у человека он не воспринимает свое тело, свое лицо, как оно есть на самом деле, ему нужно постоянно его менять в этих приложениях, потому что он видит, как все происходит, как все выглядят в интернете идеально. Я не идеальна, значит, я кто? Уродина, я урод, мне нужно обязательно что-то с собой сделать. И это огромное количество страданий приносит, огромное количество, опять-таки, депрессий, и это все растет, вот в чем проблема. То есть, казалось
казалось бы, там большое количество компаний есть по просвещению. Например, DAV делал от компании Unilever просвещение, Show Us, когда показывали женщин без макияжа, без фильтров. Это все важно, но этого мало. Какие ресурсы у медиагигантов вроде ТикТока или Инстаграм, и какие ресурсы у Unilever при всей большой любви, но это несопоставимо. И с учетом того, что мы не обучаем ничему подростков, мы не рассказываем, да, мы не приходим и не показываем. А у нас есть игра, например, вот у нас в стартапе мы показываем, просим родителей вместе с детьми взять свои фотографии и обработать до неузнаваемости. Прям, чтобы, знаешь, кожного пора ни одного не было, такие эльфы Средиземья. Сделайте прям вот эту версию. И хотя бы через это упражнение видно, они начинают понимать, так, подожди, я видела уже такие губы, я видела такие лица в интернете, мне кажется, они все одинаковые. А они реально все одинаковые. Ты начинаешь это замечать, когда хотя бы раз попользуешься. И мы просим вот родителей с подростками, посмотрите, как это работает. И вот критическое мышление, оно развивается так, ты пробуешь что-то. То же самое, мы просим подростков сделать фейки в интернете. Сделайте какую-нибудь фейковую новость, сделайте фейковую картинку. Каб зразумець механіку? Зразумець механіку і зразумець, як это працуе. Каб яны калі сутыкнуліся с этим, да, когда они посмотрели на это, они поняли, что это неправда, что хотя бы хоть где-то зазвенело в голове. Это фейк, это так не работает. Или они что-то скрывают, или они пытаются мне что-то продать. То есть мы у подростков пытаемся вот выработать то, чего в нас не хватало, критического мышления, способность анализировать информацию. В школах Беларуси этого не будет при режиме Лукашенко. Потому что, опять-таки, критическое мышление способствует тому, что подросток задает слишком много неудобных вопросов. Неприятно. Хацела цябе яшчэ ведаць, што спытаць. Вось зараз недавно натыкнулася ў Фейсбуку на пост пра тое, што ёсць адчуванне, што зараз ёсць такі культ ахвяры. У тым сэнсе, што твая траўма, яна становіцца вызначальнай у тым, хто ты ёсць, яна ўзводзіцца ў культ, цябе з-за гэтага павінны ўсе шкадаваць, так, праяўляць пэўную ўвагу, так, вельмі там пісаць без всякіх, не знаю, жартаў, колкасцяў і так далей. І ёсць адчуванне, што гэта становіцца ўжо проста не зусім нармальным, так? То бок, калі мы самі, як грамадства, узводзім вось гэтай траўмы у культ, так, культывуем гэта, замест таго, каб культываваць нейкі поспех, жаданне пераадольваць перашкоды, рухацца наперад, падаць і ўставаць, нягледзячы ні на што, як, напрыклад, гэта было ў мой час, напрыклад, актуальна, так? Тут цябе штосьці не атрымалася, як бы паплач, вставай, ідзі далей, таму што толькі так ты можаш дайсці да поспеху. Тое, што вось гэта зараз трошку мяняецца. Якое твоё стаўленне пра гэта? А можно ли найти золотую середину? Можно ли учитывать травму, говорить о ней, признавать ее, сопереживать людям, которые пережили, но говорить о том, что я верю, что ты сможешь дальше, я верю, что в тебе хватит силы продолжать. Почему мы обязательно противопоставляем? То есть был язык насилия долгое время, толерантность к насилию очень высокая. Вспомни шутки, когда началось движение МeToo. Это же просто было чудовищно. Люди, которые столкнулись с насилием, многим из них поломало жизнь, психику, отношения, карьеру, рассказывали впервые, с каким они столкнулись, просто с какой волной хейта. Это же было невозможно, я не могла заходить в интернет. Не придумляй, сама виноватая. И то, что говорили комментаторы, было более приемлемым, чем то, что говорили жертвы насилия. И это было чудовищно. И язык насилия очень долгое время был вот главенствующим. И сейчас, как мы видим, он никуда не ушел. Посмотрите на риторику Трампа. Захватить, завоевать Путина. То же самое. Лукашенко любимых не отдают. Это все. И они культивируют это насилие. И когда мы смотрим на комментарии в интернете, мы понимаем, что далеко мы никуда не уехали. Я там даже по своим выпускам, публикациям смотрю, очень много хейта, очень много желания навредить, угроз. Я регулярно, просто morning routine, я открываю Инстаграм, и минимум 2 угрозы или каких-то оскорбительных очень комментариев я получаю в интернете. Это постоянно. Чего? Потому что я публичная женщина. В публичном поле женщина-мишень, к сожалению. Им достается больше критики. И это исследования даже доказали, что они исследовали комментарии, которые прилетали Хиллари Клинтон и Дональду Трампу, и вот Камале Харрис и Дональду Трампу. Комментарии против Трампа касались его коррупции, политики, бизнеса. Комментарии против Хиллари Клинтон и Камалы Харрис касались внешности, сексуальности, личной жизни. А вот они, прости, неебабельные. А вот там у нее, Камала Харрис вообще трансгендер, а смех ее какой дурацкий.
На кого похож Дональд Трамп, никто там особо не комментировал. Больше комментировали, особенно там, такие желтые СМИ, в принципе, СМИ. Его там другие. Политическую программу, его программу обсуждали. У женщин даже до программы часто не доходят. Как обсуждали Санну Марин, когда она потанцевала на корпоративе. На корпоративе человек потанцевал в одежде. Ничего не случилось. Она не упала, не ограбила, не убила никого. Человек танцевал. Как на нее накинулись? Говорят, что это стоило ей места. Премьер-министрки, как накинулись на Елену Зеленскую. Елену Зеленскую, когда она сфотографировалась для Vogue, вот там была такая поза, как она посмела раздвинуть ноги. Вы говорите женщине, первой леди страны, в которой находится в состоянии войны, которая всю свою жизнь сейчас тратит на то, чтобы помогать жертвам войны. Вы чего вообще? И это всегда несправедливо. Что говорит про Светлану Тихановскую? Как много обсуждают ее внешность, как много обсуждают ее личную жизнь. Это просто чудовищно. И так не обсуждают политиков мужчин. Это прям, это и мое личное мнение, но оно подтверждено еще исследованиями. И вот когда вот такие комментарии приемлемы и залайканы, а комментарии людей, которые пережили насилие, опровергаются просто цензуре, их начинают унижать, оскорблять, то это вообще ни о каком вот это переваливании культа жертвы я бы не сказала, что он существует. Мне кажется важным, чтобы люди говорили о насилии, с которым столкнулись, потому что задача любого автора насилия сделать так, чтобы оно осталось под подол куда-то спрятать, да, не выносить ссоры из избы. Это самое важное, что насилие любит тишину, оно происходит в тишине. Поэтому правозащитники трубят про людей, которые находятся в режиме инкоммуникада, потому что в тишине происходит самое худшее. До речі, а як ты адказваеш на вось гэты вельмі папулярны каментар кшталту, навошта вывальваць гэта ва ўмоўны Фейсбук, ідзі ў суд і разбірайся там ты, суд і твой гвалтоўнік. Если вы когда-нибудь сталкивались с судебной системой в Беларуси и знаете, как она работает насчет насилия, то вы знаете, что это несколько кругов ада и ретравматизация. Твоя задача в белорусской правоохранительной системе доказать, что тебя изнасиловали. То есть не у автора насилия нужно ему доказать, что он ничего не делал, а твоя задача доказать, что тебя изнасиловали. Если насилие произошло спустя несколько лет, это невозможно. Ты юридически никогда не сможешь доказать, что тебя изнасиловали. А поведение жертвы насилия всегда отличается. У нас у всех разные паттерны. Помимо этих 3 «беги», «замри» или «бей», есть еще куча других. Это упрощение все-таки. Кто-то может столбенеть и ничего не делать. Кто-то может, как я в эфире, когда появился дипфейк про меня, смеялась. То есть у меня такая реакция защитная. Я высмеиваю. Для меня это все должно быть в легкость. У всех разные реакции. Я сразу могу бить в ответ. Кто-то может не бить. Это было классно показано сценой в сериале «Утреннее шоу», Morning Show, где вот этот знаменитый ведущий ассистентку домогался, он-то думал, что все по добру, по здорову, потому что она ничего не сказала, а она стоит, столбенеет. У нее ступор случился. Ступор очень частая реакция, когда женщина ничего не может сделать, у нее просто замыкает все внутри. Это реакция твоего организма на какую-то ситуацию несправедливости. И он подумал, что это все происходит по ее согласию, хотя она согласия не давала. Она молчала все время. Он ее, по сути, для нее это было изнасилованием, для него это было актом какой-то страсти и любви. И в итоге эта женщина по сценарию сериала покончила жизнь самоубийством, потому что не смогла с этим справиться. И она все это время молчала, она ничего не могла делать. Она не пошла в полицию, не пошла в компанию, хотя это американский сериал. Да, кажется, что там же система должна защищать. Женщины реагируют по-разному на насилие. А для того, чтобы доказать насилие, именно юридически, в Беларуси это максимум 72 часа. Чтобы собрать судебный эксперт, в принципе, в больнице собрать какие-то улики. Нават, каб себе собрать по кавалках. Вот, все реагируют по-разному, поэтому ни в коем случае нельзя винить жертву насилия в том, что она как-то плохо среагировала на такую травму. Это огромная ситуация несправедливости. Это самое важное, что мы говорим жертве насилия. Ты не виновата. И это важно, чтобы она себе тоже говорила. Ты не виновата. Ты никак это не могла спровоцировать. Ни длиной юбки, ни цветом ногтей, ни тем, что ты сказала, не сказала, ни тем, как ты посмотрела. В акте насилия виноват автор насилия. Это должна быть для нас база. К сожалению, в Беларуси это еще дискуссионный вопрос. Вот я пойму, что наша страна изменилась, когда мы начнем воспринимать это как аксиому. В акте насилия виноват только автор насилия. Жертва никогда не виновата. Она никак не могла спровоцировать. Кто-то совершил это насилие.
Ты згадала гэты дипфейк, так, літаральна сёння раніцай прапагандысты. Я не знаю, калі яны згенеравалі просто твои агульныя фотаздымкі, гэта все неправда, это AI принёс нам як плюсы, так тэхналогіі, так і мінусы. Цяпер вось кожны можа згенераваць голы фотаздымак любога, можам Лукашэнку згенераваць, так спакойна паказаць. Гэта не складае ніякіх цяжкасцяў, і вось напісалі, што, маўляў, ты зарабляеш сваімі голымі фоткамі на жыццё, маўляў, больш працы няма. Ну, што, канешне, хлусня. Але як ты думаеш, чаму яны, навошта яны гэта робяць? Ну, гэта ж абсурд, это нават не смешно, по шчырасці. На мой взгляд, это была целенаправленная атака на меня, потому что аккаунт на Pornhub, я зашла, посмотрела, фотографии очень неталантливо сделано, появился неделю назад, за неделю до того, как это было выпущено, было это у меня сообщение, то есть это не я сама увидела на желтых сливах, мне пришло сообщение от анонимного какого-то пользователя в Telegram о том, что как же так, Марина, у вас же ребенок, как вам не стыдно? И ваши фотографии на Pornhub со ссылочкой на желтые сливы, конечно же. Ну, так как это было сделано прямо во время эфира, и они знали, что я никуда не могу деться из эфира, что я должна буду высидеть еще как минимум там час в прямом эфире без возможности выйти. Я думаю, что это было специально для того, чтобы меня так надломить, поиздеваться, публично унизить. Они знали, что это сообщение придет прямо в момент, когда мы зачитываем новости, то есть я буду видеть этот телеграм, когда мы общаемся с чатом, поэтому я думаю, что это такое желание вот пристыдить как-то, чтобы вот мне доставить какое-то неудобство, помимо того, что это может навредить моим близким, которые, например, бабушка вряд ли поймет, что такое дипфейк, и покажет фотографию, она думает, ну все, проститутка, и ничего ты с этим не сделаешь. И Бога подвела и церковь, и отца, и царя. Но для меня это был просто... Несмотря на то, что я отшутилась, у меня было такое ощущение в теле плохое. Но это всегда, когда... Это же на самом деле шутки шутками, но это вообще цифровое насилие. Мы подросткам рассказываем, что это и есть цифровое насилие. Когда используют твои фотографии для того, чтобы сделать дипфейк, это определение есть такое. Это не я придумала. И я, кстати, Порнхабу так и написала, что это, акт цифрового насилия. Я думаю, что они очень быстро отреагируют. Я написала сразу после эфира. Я думаю, что к моменту, когда выйдет интервью, возможно, ссылки уже не будет. Не будем додавать в комментариях. Это помимо того, что желание унизить меня, желание как-то поквитаться со мной за все, что я, наверное, делаю, это еще особое отношение к женщинам в публичном поле и в политике, что я посмела выйти в публичное поле и что-то говорить. Потому что, ни про Костю, моего соведущего, ни про других политических деятелей таких фотографий не было сделано. Про женщин не я первая, не я последняя, к сожалению. Это такой акт унижения, потому что женское тело принадлежит государству. То есть оно решает, разрешить, не разрешить аборт, решает, когда тебе родить или не родить. Должна ты это делать прямо в университете, до университета, вместо университета. То есть, судя по риторике государства, оно думает, что женское тело принадлежит ему, а не тебе. Ну и вот задача возвращать себе контроль над своим телом, над своим достоинством, над своей жизнью, своими фотографиями. Это то, чем я занимаюсь, и то, чему я обучаю, в том числе подростков, потому что огромное же количество девочек-подросток с этим сталкиваются. Что одно дело, я взрослая тетка, сижу в эфире, в прямом эфире, могу что-то с этим сделать, могу совладать с собой. Я знаю техники медитации, я могу себе вернуть контроль над своим телом. Но когда ты подросток, у тебя вся жизнь впереди, и тебе кажется, что любая информация в интернете тебя уничтожит, вот это катастрофа. Вот это могут просто уничтожить человека. Ты написала некалькі энцыклапедый і для хлопчыкаў, і для дзяўчат. Чым твой падыход адрозніваецца ад мінулага, так? Потому што я таксама расла на кнігах для прынцэс. Яны былі ў кожнай маёй сяброўкі, так? І я памятаю, што там было, ў прынцыпе, на старонках. Канечне, такі традыцыйны погляд на жанчыну. Там было як вышываць, як там, не знаю, такія рэчы. Ставить ноги в третью позицию. Да. Было такое, так. У меня еще было написано, что плавание не очень подходит девочкам, потому что плечи слишком широкие, фигура становится не сграбная, неровная. Вот, это все булшит, конечно. И меня сильно эти энциклопедии покоробили, потому что с учетом того, что нам ничего не рассказывали про какое-то равенство, про права в школе, про экономическую, про финансовую, какую финансовая грамотность, какие накопления, какие расходы, о чем вы говорите. Вот алгебру зубри и все. А зачем она тебе нужна в жизни? Никто же не рассказывал, чем тебе пригодится. Чем надо, тем и пригодится. Сиди и пиши. И поровнее.
И ты понимаешь, ну, никто ничего не объяснял. Ведь мы же учим детей не просто для того, чтобы они в университет поступили, а для того, чтобы им как бы знания пригодились. Все-таки важно уметь читать, важно уметь грамотно писать, а как будто бы надо объяснять детям, да, зачем это нужно. То же самое с энциклопедиями. Нас не обучили очень важным вещам, которые как будто бы само собой разумеющиеся дети должны узнать. Просто так. Где-то за гаражами расскажут про финансовую грамотность или про права человека. Также этим мы же и занимались за гаражами. Но то, что пихали вместо этого, было вредным, потому что большое количество стереотипов про внешность. У меня в энциклопедии для юных принцесс с девочкой 8-летней на обложке были диеты. И ты думаешь, вы охренели совсем? В каком возрасте я вообще вас удовлетворяю? Если там в 3 года, в 4, когда я нормальная? Когда мне не нужно менять себя? Самое худшее, что вот после всех этих энциклопедий, которые учат тебя, вот они учат тебя нравиться мальчику, нравиться маме-папе, нравится маме-папе мальчика, учителям, друзьям родителей, своим друзьям, но не учат нравиться себе, не учат узнавать про себя, задавать себе какие-то важные вопросы. Такое философия для школьников, а они должны задаваться. А кто я? А какая я? А что мне нравится? А что мне не нравится, а как бы мне хотелось, чтобы не было, да? А что я думаю о мире? А что я думаю о политиках? Вообще, дети и политики до 18 лет никогда. А потом паспорт и иди голосуй. За что? Куда? Кого? А как партию выбирать? Почему вы мне этого не рассказали в энциклопедиях? Почему вы думаете, что гадания и диеты мне нужны важнее? В итоге потом мы удивляемся, а почему такие огромные деньги тратят люди на тарологов. Так вы в энциклопедиях девочкам рассказали, что им вот эти вот руны Таро и вот это все важнее, чем правовая грамотность. Конечно, они пойдут туда. Вы их приручили к этому с детства. Худшее, что я видела, когда родилась у меня дочка, я пришла в книжный, не в книжный, а в детский магазин, в котором был книжный стеллаж. Там было 2 стеллажа. Для девочек и для мальчиков. И ты думаешь, почему? И у девочек, я смотрю книгу, важнее всего для принцессы выбрать красивый наряд для бала. И думаешь, ну, окей. А смотришь потом на стеллаж мальчиков, там уже робототехника, там покорение космоса, там IT для детей. И думаешь, а мы как бы к какому будущему мы стремимся? Мы что хотим? Почему девочкам нельзя рассказать про космос и информатику? Почему мальчикам нельзя разучить их нарезать бутерброды? Это тоже важно. Важно, чтобы мальчики могли себя обслуживать, и девочки, и мальчики. Почему труды должны быть разделенными? Почему они не могут быть смешанными? Девочкам не надо отвертками пользоваться? Здрасте, я сама собрала несколько шкафов недавно, подумала, надо бы, чтобы меня с детства научили. Но это все... Плохо, что мы не рефлексируем это все. Плохо, что мы не проводим работу над ошибками, что мы продолжаем это по накатанной. И в итоге в какой-то школе в Беларуси мальчиков отправили на дополнительную информатику, на программирование, а девочки остались на трудах. И в итоге у нас знаменитые айтишники и жены айтишников, которые умеют нарезать бутерброды сердечками. Сябры, падабаецца відэа, стаўце лайк, так больш беларусаў змогуць пабачыць нашы гутаркі ток. Нагадаю, што нас можна падтрымаць рублём проста на Ютубе пад гэтым відэа, праз PayPal, праз Buy Me a Coffee, перайшоўшы па QR-кодзе на экране. Спосабаў шмат, калі вы можете гэта зрабіць, то зрабіце, мы будзем вам за гэта вельмі ўдзячныя. І дзякуй, што вы з намі. Расскажи про свою идею податку на патриархат. Это просто... Меня так часто спрашивали, кто же должен платить за кофе, кто же должен платить за кофе. Я подумала, если серьезные ответы вам уже не подходят, то возьмите, вот это не плата за кофе, это налог на патриархат. Потому что, слушай, женщины реально беднее мужчин. Все ресурсы сосредоточены в мужских руках в мире. Посмотри на список самых богатейших людей, это... мужская песочница. Мужчины зарабатывают в мире на 25% больше, чем женщины. В Беларуси на 30% больше, чем женщины. Они, реально так происходит. То есть это не феминистки придумали. Посмотрите, есть огромное количество статистики. Женщина Нобелевскую премию получила по экономике за то, что рассказала, как работает gender pay gap, да, разница в заработной плате. Это не мы придумали. Это все, есть на бумаге, есть исследования, большой консалтинговой четверкой, Всемирного экономического форума. Не только ООН, который за все хорошее против всего плохого. Есть экономические институции, которые доказали, разрыв между оплатой труда женщин и мужчин существует на одинаковых должностях, при одинаковой квалификации, с одинаковым опытом. Ты от этого, к сожалению, не уйдешь, если специально ничего не будешь для этого делать. И при этом всем
Женщины еще там, ну, естественно, тратят огромное количество ресурсов на то, чтобы выглядеть ухоженной, потому что так правильно, потому что общество требует от женщины быть вообще мисс совершенства, и женщина от этого от себя тоже, к сожалению, это требует часто. Ну, мы с тобой тоже сидим накрашенные, ну, как бы, кто бы говорил. Вот. И мы понимаем, сколько это стоит. И мы с тобой обсуждали это, что если ты этого не сделаешь, тебе первый вопрос какой зададут? Что с тобой не так? Ты захворала? И если ты хочешь сфокусироваться на чем-то другом, чтобы не обсуждали твою внешность, а обсуждали то, что ты говоришь, то ты играешь по правилам игры. Ну, в общем, да, ты принимаешь эти правила игры, и, к сожалению, красишься для того, чтобы тебя слушали, а не обсуждали, заболела ты или не заболела. Ну, так само, как зрабіць уражанне, как домагчыся чагосьці. И при этом всем, вот это вот огромные недополученные деньги, которые женщины, а еще неоплачиваемая домашняя работа, которая как-то экономисты посчитали, сколько ВВП, сколько страна получила бы ВВП, если бы вот этот весь домашний неоплачиваемый труд, если бы это был оплачиваемый труд. Это $1 миллиард, это же очень много денег. И вот это все. Вот эта огромная разница в доходах, да, в возможностях, в ресурсах делает женщин очень бедными. И при этом мы дискутируем, кто должен платить за кофе. И я так смотрю на это, думаю, правительство, наверное, должно платить за кофе, потому что у них есть вопросы в демографии. Пусть сами платят. Ну, в общем, как-то... У меня нет никакой причины не заплатить за свой кофе. Я часто так поступаю просто потому, что иногда от тебя потом требует за этот кофе что-то. Мне просто не нравится. Как не быть обязанной. Ну да. Но я могу гостить кофе вообще. Ну, для меня, знаешь, какая главная планка? Это мои отношения с подругами. Почему я могу угостить свою подругу ужином и не умереть? Или она меня? Мы покупаем друг другу там классные подарки, возим в путешествия, когда у кого-то из нас нет возможности. Ну, как бы... Это отношения людей, которые любят друг друга, заботятся друг о друге, желают друг другу лучшего, а не вот какой-то там тарелочницы, как это называется, тарелочницы, что ходят на свидание за еду. Это потрясающе. Вот, поэтому возникла шутка про налог на патриархат, потому что, ну, платите репарации, хотя бы кофе. Я разумею твою ідэю, але ці не думаеш ты, што гэта такая форма зручнага фемінізму, які вельмі распаўсюджаны акурат на постсавецкай прасторы. Таму што я нават памятаю, гэта было даўно, гадоў 12, напэўна, таму, да мяне ў госці прыехала пара з Літвы, хлопец з дзяўчынай, і я рэальна была шакаваная, калі мы пайшлі ў кафэ, і яны разбілі свой рахунак на 2 часткі. Ну, то бок, ясна, што я за сябе плачу, так? Я не прэтэндую ні на чые грошы, тым больш чысці там хлопцаў, мужчын, але яны разбілі свой рахунак на 2, і гэта было яшчэ там гадоў 12, а можа быць і больш таму. І для мяне это реально выглядала вельмі дзіўна, бо я пасля яшчэ хадзіла з гэтым со сваімі там сябрамі абмяркоўвала, кшталту, прыкіньце, типу, ён не можа за яе, там реально была кава з пірожаным умоўна, да, то бок, не можа за яе заплаціць у кавярні. Але насамрэч, вось зараз назіраючы, як тут прынята, што на захадзе сапраўды, ну, для шмат каго гэта акурат окей, гэта норма. Але для нас, у нашай ментальнасці, у Беларусі, напрыклад, ну, гэта было вельмі не прынята. То бок, калі за цябе хлопец не плаціць у кафе, ну, штосьці з ім не так. Ну, есть такая парадигма, она действительно, и она же в нас впитана очень давно, она настолько рано в нас вошла, в нашу грешную жизнь, что мы, к сожалению, воспринимаем это как, ну, либо как норму, а иногда мы транслируем это как норму. То есть это когда какие-то паттерны поведения, стереотипы в нас входят в школьную или дошкольную пору, то мы транслируем стереотипы, будто бы это наше личное мнение. Ну, ты не можешь отличить, когда это появилось у тебя, ты не можешь вот, начать с какого промежутка временного считать, что так я думаю. А мы думаем, что это действительно наше меркование, ну и вот так продолжается надолго, к сожалению. Мне кажется, что лучше за кофе заплатить, чем терпеть какое-то плохое отношение потом к себе, рассказывать про тарелочницу, про разговоры про то, что там я там кому-то что-то должна, мне реально легче заплатить. Во-первых, а во-вторых, все-таки в скандинавских странах и даже в странах Балтии разница в заработных платах другая. Скандинавские страны первые вообще в мире по маленькому проценту разрыва, там меньше 10% бывает. Литва, Латвия тоже в целом, да, в Польше, ну, это не такие большие проценты, по-моему, в Польше до 15% разрыв заработной платы, когда в Беларуси 30%, это большая разница. Женщины здесь могут зарабатывать. Да, гэп существует, но он не такой большой, как у нас. Поэтому вот в странах, не то чтобы прогрессивных, но странах, в которых хотя бы об этом можно говорить на
уровне парламента, когда обсуждаются законопроекты для женщин, все-таки другое отношение к такому микрорешениям. От макроуровня к микро легче подступиться, когда, ну вот там хотя бы про это можно говорить, да, то есть кто-то в парламенте сказал, что, слушайте, женщинам как бы не доплачивают, давайте менять, или классно распределяются домашние обязанности, ну а если мы распределяем домашние обязанности, то как будто бы логично, мы распределяем и другие экономические обязанности тоже, почему бы нет? Не обязательно поровну, но самое важное в том, что как вы договоритесь, и когда мы перестанем указывать людям, как им жить, дадим вот эту возможность заниматься своим делом, своей семьей, как они договорятся, но помня про безопасность, вот для женщин особенно важно, мы тогда станем вообще прекрасной страной. Белоруссию будущего, священной и замечательной, когда мы перестанем указывать семьям, сколько им детей рожать, когда рожать, как им жить, как им делить или не делить счета. Мне кажется, все станет хорошо. А особенно в Беларуси, в которой женщины так много тянули мужчин, которые пили. Давайте... Кому мы пытаемся затирать, что женщина не может, по крайней мере, оплачивать счета? Что-то оплачивали. Сколько женщин без алиментов растили детей? Что-то все оплачивали. Просто на уровне кофе это прикольнее дискутировать, чем говорить про огромную задолженность по алиментам в Беларуси. А як ти думаєш, чому многі білоруски, українки, у Росії тое самае, я думаю, мараць стаць утрыманкамі? Ну, сапраўды ёсць такое. Я памятаю, в Беларусі была суперрэзанансная гісторыя, калі беларуска, якая працавала ў гатэлі, выйшла замуж за шэйха, і все спрымалі гэта як казку пра Золушку. Как говорит мой друг, я бы тоже хотел стать содержанкой. Но если вот условно так смотреть, ну ты представляешь, вот сейчас вот за твою жизнь тебе скажут: Наста, ты можешь работать, можешь не работать, ты финансово обеспечена, ты в абсолютной финансовой безопасности. Звучит прекрасно, если не вчитываться в маленькие, знаешь, прописи в контракте. Что такое маленькие прописи в контракте? Это, ну, вот эти истории про золотые клетки, когда мужчина с огромным количеством ресурсов может позволить себе уничтожить твою жизнь, твою репутацию, забрать у тебя детей, лишить тебя всего, если окажется, что он не такой добрый и светлый человечек, которым показался тебе на первом свидании, который красиво организовал. В этом проблема. Проблема в том, что женщины могут становиться буквально рабынями, то есть у них могут забирать документы, особенно если это разные культуры, ты не в своей стране, вы прекрасно все знаете, что такое иммиграция и уязвимость в иммиграции. Поэтому то, что такая история есть, то, что это как бы об этом часто говорят, но об этом и раньше тоже говорили. Сколько было историй про красотку, вспомним, да, фильм. Как медиакультура показывала, что вот это настоящая сказка для женщин. Мы выросли на этих сказках. Абсолютно. І я, ведаеш, я не вельмі разумею, от ты, дарэчы, уяўляеш, што гісторыя Насці Рыбкі, якая кніжку напісала пра то, як стаць эскортніцай, будзе ролевой моделью для европейских девчат? Нет. Это я не уявляю. У них есть большое количество других ролевых моделей, и ты попала в самую большую болевую точку с точки зрения Беларуси и сейчас внезапно будет урбанистики. Знаешь, сколько в Беларуси процентов улиц названо в честь женщин? Какой процент? Мало, по-моему, да? Меньше 1%. Еще раз, меньше 1% всех улиц во всей Беларуси названо фамилиями женщин. И среди них большинство это комсомолки, партийные, кто-то, кто воевал. Очень мало женщин-ученых, практически нет. И очень мало каких-то исследовательниц, литераторок, писательниц. Просто мизерно мало. И при таком отсутствии ролевых моделей, когда есть вот такая громкая ролевая модель, нам всем в подростковом возрасте очень важна ролевая модель. Это для нас база. Поэтому мы обвешиваем плакатами стены. Это просто наше, мы так созданы. И когда у нас нет других ролевых моделей, мы берем то, что есть. Поэтому в Беларуси очень мало женщин в технологиях работает, в айтишке, потому что вспомни, сколько портретов женщин-математиков было в кабинете математики. Максимум Софья Ковалевская, максимум, в лучшем случае. У меня вообще не было ни одной. В кабинете информатики ни одной. Хотя была Ада Лавлейс и много-много крутых женщин. Просто у нас на этом не заострено внимание, не рассказано. Хотя детские психологи все прекрасно знают, что подросткам нужны ролевые модели. Они по ним выстраивают карьерный вектор. То есть нам сложно представить себе успех в сфере, в которой нет людей, похожих на нас. Поэтому важны женщины, нобелевские лауреатки, поэтому важны женщины в экономике, в бизнесе, в политике. Они дорожка для других женщин. Но это если мы подсвечиваем этих женщин. В Европе ценят женщин, которые сделали какой-то вклад в литературу, в искусство, в науку, куда угодно. Есть, по-моему, памятник какой-то белорусский, был установлен
Кто-то Ивулин про это рассказывал в своем выпуске. Я, если честно, не вспомню, кому именно. Не Алоизе Пашкевич, не помню. В общем, какой-то из классных белорусок, там установлен памятник, а в Беларуси нет. И ты думаешь, а как так получилось? Почему мы не знаем наших крутых женщин? Почему у нас нет в Беларуси массово повсюду раскрасок с великими белорусскими женщинами? Ну, таких, как мы там вот Марию Складовскую-Кюри раскрашиваем, почему белорусок нет таких? А как иначе маленькие девочки будут знать про то, что были, я не знаю, там, Ефросинья Полоцкая, Ефросинья Полоцкая, до тетки, да еще много-много вариантов. Как им узнавать ролевые модели? Как им узнавать про классных белорусок, которые есть? Вот, поэтому мне кажется, что мы тут сильно не дорабатываем, и прям есть куда приложить силу. А кого б з беларусак ты подсвяціла ў якасці вось такой ролевай мадэлі? Сучасных альбом? Можна кого заўгодна. Ну вот Элайза Пашкевич мне вельмі падабаецца. Яна такая была вельмі натхняльная, ну и дерзкая. Мне нравятся дерзкие женщины. Вот для меня не всегда какой-то вот женщина с огоньком. То есть женщина, которая писала какие-то саркастичные письма каким-то другим писателям, для меня пример подражания. Я, мне кажется, понятно, на ком выросла. Из современниц наших. Ну, меня очень вдохновляет Светлана Тихановская. Я надеюсь, что она передумает. Сходит с политики после того, как все скончится? Да. Что? То есть она все время обещает, говорит, типа, я уйду, я точно уйду. Я думаю, ну сколько можно, зачем? Скажите, я не уйду. Один говорит, я не сойду. Да нет, ну хотя бы скажите, что вы будете участвовать, что я бы голосовала за человека, который очень искренне, очень долго может так муторную работу делать, неблагодарную работу, работу, которая так часто обесценивается, работу, которая так часто подлежит каким-то таким мерзким комментариям, таким с липкими пальцами. Это очень сложная работа, я думаю, что это неблагодарная, даже проклятая работа, которую она тянет и делает, и продолжает это делать, и я восхищаюсь. Я не хочу, чтобы она всю жизнь посвятила политике или делала что-то вопреки своей воле, но я бы хотела, чтобы она передумала. Хочу, до речі, з табою абмеркаваць яшчэ адзін беларускі феномен вось гэтай жонкі айцішніка, таму што здаецца, што гэта проста такая ружовая мара для вельмі многіх беларусаў і беларусак, таму што часта, мне здаецца, уже сем'ямі мараць пра тое, як выдаць дачку замуж за айцішніка, што вось гэта ўжо проста манна нябёсная, так, і самая вяршыня, якая толькі можа быць. Але мне здаецца, што там вельмі часта хаваецца вось гэтая клетка, так, вельмі часта, мне здаецца, акурат сярод айцішнікаў людзі, якія лічаць кожную копейку, и там не все так солодко, як падаецца, мне так здаецца. Что ты думаешь про это? Наверное, есть разные семьи, и, наверное, есть разные пары, и разные отношения. Кому-то повезло. У кого-то есть прекрасные отношения, которые становятся вот такими картинками в интернете. Муж-айтишник, смешные рилсы про то, как «а я красивая». И ты думаешь, ну, как бы класс. Просто какое количество других отношений мы не видим, да, в которых вот это же вертикаль власти может приводить к насилию. Вот когда есть вот прям четко «я от тебя завишу», да, то есть ты можешь что-то мне указывать. Это может быть на микроуровне. Я могу сказать тебе, что мне нужно есть, чтобы ты готовил. Я могу тебе сказать, когда ты пойдешь там на шопинг или не пойдешь. Я могу что-то сделать, ну, то есть вроде бы не сильно. Или сказать, что ты не пойдешь сегодня с подружками, потому что я хочу провести время вместе. Это как бы вроде так, ну, и не пожалуешься в интернете, и подружкам, ну, так, может быть, подружкам расскажешь, но в лучшем случае, а так пропустишь мимо ушей. Но с этих микроконтроля начинается большой уже контроль. И есть большая проблема с парами, которые переехали вот в таком формате. Есть айтишник и жена айтишника. И юридически она на статусе иждивенца за ним. И от него зависит ее легальный статус здесь. А это уже что-то большее, чем просто экономическая безопасность. Когда ты дома, ты можешь убежать, ну, если у тебя есть мама, к маме, или подруга, или, ну, есть все-таки у тебя социальные связи. В эмиграции ты теряешь социальные связи, тебе нужно заново их нарабатывать. А ты оказалась в зависимой ситуации. Возможно, с мужчиной, которого ты любишь, но который мог тоже после эмиграции чуть-чуть поехать, как и мы все. Ему тоже может быть сложно. А за счет того, что многие мужчины не ходят на терапию, у них скапливается большое количество внутренней там, и агрессии, и переживаний, и мы все по-разному переживаем стресс. Кто-то может начать пить, кто-то может начать бить, кто-то может начать вести себя как-то, ну, не так, как раньше. А в конце концов могут исчезнуть чувства, почему мы этот сценарий не рассматриваем. Все может поменяться. И у тебя должна быть возможность уйти в любой момент. А если ты юридически зависишь от этого человека, и твой легальный статус нахождения там, в эмиграции, от этого человека зависит, что ты будешь делать.
Это очень страшные разговоры, и мы знаем истории девушек, которые в эмиграции, вот будучи такой женой айтишника, столкнулись с насилием. И, это страшно, потому что, благо, есть местные организации, которые помогают. В отличие от Беларуси, здесь есть куда обратиться. Но это все равно страшно. Ты в незнакомой стране, ты не говоришь на этом языке. Тебе нужно что-то объяснить, что-то рассказать. Ты приходишь, благо, есть активистки наши, к которым всегда можно обратиться. Вы можете всегда обратиться ко мне на всякий случай, если у вас что-то случилось. Я как минимум поделюсь важными контактами, а максимум, может быть, сопроводим куда нужно. Но это страшно просто. Ты наедине с этой проблемой, с огромной, и многие по той же парадигме. Я стерпится, слюбится, не выносить ссор из избы. Но он же изменится. Я же знала его другим человеком. К сожалению, так. Жаночая солидарность – это правда ці миф? Ой, это правда. Она есть. И это что-то потрясающее. Я была из той паствы женщин, которые говорили: я вообще пацанка. Мне вообще удобнее и комфортнее разговаривать с мужчинами. Они меня понимают. У них аналитический склад ума, как у меня. Я тоже люблю цифры, таблички Excel. Поэтому я эти женщины... А потом я начала вспоминать, в каком мы коллективе выросли. Как это нам, как эти мифы были усвоены. По статистике, что там на 10 девчонок 9 ребят. Женский коллектив – это что? Змеюшник, серпентарий. Это же женщина женщине враг, женской дружбы не бывает. Огромное количество сериалов и фильмов, которые показывали, как женщины борются за какого-то несчастного мужчинку. Или счастливого мужчинку, неважно, по-разному бывает. Но что это главное вообще, камень преткновения. И это все, конечно, нас вырастило в уверенности, что женщины не желают нам добра. А сейчас я понимаю, что за мной такой круг женщин, которые меня оберегают, которые меня так поддерживают. Как, наверное, ни один мужчина меня не поддерживал никогда. И они меня провели через самые темные времена. Просто за ручку. Это супер. Это супер. Угу. Ты тут живеш з мамой? Да. А розкажи про ваші стосунки, тому що ти десь так згадувала, що не все завжди було ідеально і гладко, але зараз ви разом, я так розумію, саме близькі, звісно ж, люди, просто і фізично близькі, так, і вона допомагає виховувати твою дочку. Так. І я думаю, що це зараз не тільки самий важливий чоловік в твоєму житті, ще і опора, ось чоловік, який завжди побач. У нас с мамой были сложные отношения, когда я была подростком, да, потому что, мама, мало того, что была воспитана в патриархальной культуре, она была в суперпатриархальной культуре. Это все-таки узбекская культура, это, такой культ, не то что гвалт, но очень жестокого обращения с детьми, потому что там тоже нет этого сюсюканья с детьми, боятся залюбить очень. То есть со мной никто не сюсюкался, точно меня, вероятно, боялись залюбить, поэтому, мне кажется, мне не додали много тепла в детстве. Ты народилась там? В Беларуси нет, я в Беларуси родилась. Але яна росла в Узбекистане? Нет, она уже была, уже взрослую свою часть, она жила здесь, но в Беларуси, но дед Назар, и, это все культура, то есть от плова до разговоров про то, что я не буду разговаривать с ребенком, пока ей там не исполнится сколько-то лет, не очень далеко прошли мы. Все-таки не самые теплые отношения у мамы были с отцом, я помню. И плюс она работала сама с 14 лет, она в том числе кормила младших братьев и сестер, большая была семья, то есть она такая пахарь была с детства. С подросткового возраста она еще ребенком была, уже работала на кухнях на каких-то. То есть это не такая работа, как у нас блог чей-то вести, а это тяжелая работа, физическая работа. Поэтому у меня с мамой были долгое время сложные отношения, потому что, наверное, это то, что я сейчас делаю для своей дочери. Просто пытаюсь ее залюбить настолько, чтобы у нее не возникло ни разу сомнений, что она не ценна по своей сути. То есть мне хочется базово заложить в нее столько любви, чтобы что бы ни случилось с ней в жизни, она никогда не сказала, что с ней что-то не так. Она такая: это они все в говне, а я красавица. Но то есть это не про надменность, а про то, что ты изначально чувствуешь себя любимым, желанным человеком. Мне чувства этого не хватало в детстве. Поэтому у нас с мамой в подростковом возрасте были сложные отношения. И я была не самым простым подростком. Мне нужно было... у меня было много энергии, я много активничала. В итоге... в общем, было весело. Но когда родилась дочь моя, в этот же год, незадолго до этого, умер отчим
мамин муж, я его обожала, это был потрясающий добрый человек, просто человек, который, мне кажется, меня в какой-то момент мне казалось, что меня любит больше, чем биологические родители, ну и мне много дал. То есть это была история про то, что какой-то вот этот Стефан, отчим, мне не нравилось слово отчим, но он очень много в меня вложил, и ценности в том числе, и какой-то и знаний, и книг важных, слов важных, способность чувствовать себя взрослым человеком. В общем, это все благодаря ему получилось. И он умер, и для мамы жизнь остановилась, потому что мама, ну, все-таки не просто женщина, а женщина с узбекскими корнями, а это, ну, как бы культура, в которой женская ценность, она сосредоточена в семье. И для мамы жизнь остановилась, и когда родилась Вера, и она приехала к Вере спустя несколько месяцев, я впервые увидела, как она улыбается за все это время. И я посмотрела, думаю, блин, ну вот, ей же радость. Но тогда у нас не было возможности привезти ее, она уехала обратно в Беларусь. А мама работает, ну, с детьми, она работает в детских садах всю свою жизнь. И когда случилась вот эта ситуация несправедливости, побега, когда мы вынуждены были уехать, и я разговаривала с ней, говорила, я вообще не знаю, что мне делать. Я потеряна, мне сложно, то есть еще не оправилась, Вере еще года не было, я не оправилась после всего произошедшего, после протестов, после рождения ребенка, у меня была послеродовая депрессия, я только-только там возобновила бизнес, только начала что-то делать, у меня только все начало получаться, и тут вот просто я вынуждена уехать, сбежать, и все заново, мне кажется, мне не хватит сил, надо будет искать няню. Она говорит, няню? А зачем няню? Есть же я. И я говорю, да ладно, ты готова будешь приехать? И она согласилась, и я сделала вообще мечту своей жизни. Мне кажется, что женщинам за декрет должны платить нормально, потому что это полноценная работа. Но вот я бы хотела, чтобы, если бы я оставалась с ребенком долго, чтобы мне платили полноценную зарплату. Вот я плачу маме зарплату, и это счастье. Потому что у нас, она в любой момент может сказать, так, мне нужен выходной. И не будет себя чувствовать, что она там как-то внучку бросает или еще что-то. Или мне это кажется более честным, чем как бы сбрасывать ребенка на бабушку и говорить, ты обещала, ты просила зайку, вот давай, на лужайке занимайся, да. Вот, мне очень нравится эта концепция. Плюс у мамы как бы есть время, деньги, она может тоже заниматься собой, спортом, своим здоровьем. Мама выглядит потрясающе. Ей очень идет иммиграция, она перестала смотреть телевизор, она смотрит YouTube, она смотрит «Обычное утро», она смотрит «Дождь», она смотрит какие-то демократические медиа, ходит там на танцы, ходит на спорт. Она, в общем, мама главный бенефициар произошедшего, мне кажется, и она с нами. Это самое важное. У Веры есть там, понятно, что она очень редко видит папу, к несчастью, но вот у нее есть 2 человека, которые ее безусловно любят. И когда там я на работе, мне не страшно и не стыдно. Я знаю, что она в любви, в заботе. Вот у меня есть такой safe space благодаря маме. Да, случилось. Я думаю, што ў гэтым моманце ўсё ж таки трэба расказаць пра тое, хто такі бацька тваёй дачкі, так? Дарэчы, ў Расіі даволі вядомы чалавек, Александр Семин, правильна? Ён прадзюсар, ён быў не так даўно ў Гурдзеевай на інтэрв'ю, так, сабраў мільён праглядаў, то бок даволі вядомы чалавек, і ён стаў вядомы, чаму яго туды запрасілі, таму што у яго ёсць сын ад першага шлюбу, і гэта самы вядомы сонечны хлопчык у Расіі, так, дзякуючы якому гэтая праблема аказалася падсвечана, і многія сем'і з падобнымі, хто сутыкнуўся з падобным, яны проста бралі гэты прыклад як тое, як трэба займацца сваімі дзецьмі, так, як трэба з гэтым працаваць, як можна далей будаваць сваё жыццё, каб кожны ў сям'і быў шчаслівым, нягледзячы на тое, што ёсць такая асаблівасць. Вось, таму раскажы, як вы з ім пазнаёміліся, так? І, дарэчы, сапраўды вельмі драматычная гісторыя, тому што ты пісала пра тое, што у цябе быў тыдзень, калі на пачатку тыдня памёр твой айчым, і ў канцы тыдня у тебя было веселье с гэтым человеком. Да, мы даже думали с Сашей, что это он передал. Он как-то успокоился, что передал меня в добрые руки, в заботливые руки, в человека, который будет обо мне заботиться. Мы так подумали с ним. Да, с Сашей мы познакомились на его лекции. Я не была его студенткой, это был семинар какой-то, такой платный. Саша знаменитый режиссер социальной рекламы, он работает со смыслами. Попечитель фонда «Вера». Собственно, почему мою дочку зовут Вера, потому что она в честь Веры Миллиончиковой названа, основательница первого хосписа. Это для места, где люди достойно умирают, где о них заботятся
их обезболивают. Вот ее дочь Нюта Федермейсер – это такая будущая крестная. Если мы когда-нибудь будем крестить Веру, то мы договорились, что она будет крестной. Саша очень хороший человек, очень добрый человек. Мы познакомились, я была восхищена харизмой, сердцем, позицией. Вот, это была большая любовь. Ведаеш, у СМІ можна сустрэць твоё значэнне як жонка былога мужа Эвелины Блёданс. Да. А теперь я бывшая жена бывшего мужа Эвелины Блёданс. Абсолютно. Тебе не крыльно? Сейчас нет. Было тяжело, когда СМИ прознали про это, когда появилась Вера. Это было в первый же день, когда мы опубликовали фото о ее рождении, 14 февраля. И на меня просто обрушилось все это. Началась какая-то заказуха, непонятно, кем она была оплачена, спровоцирована. Начали меня травить, говорить, что я там гораздо хуже выгляжу, чем Эвелина, или что он бросил ради меня больного ребенка, хотя они давным-давно развелись, они давным-давно расстались. И Саша очень включен в отцовство. Сёма живет с ним большую часть времени. То есть он занимается его развитием, его вообще адаптацией. У него, самое важно, чтобы Сёма был счастливым. Все, ему вообще было неважно, учится он, не учится. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастливым, и я подумала, что от такого человека не грех и самой иметь ребенка, потому что кажется, что когда для человека ценность жизни так важна, я впервые увидела тогда, что вот у меня есть человек, для которого также важна ценность достоинства жизни. Меня это очень очаровало. Чому все ж таки вам довелося расстаться? Я думаю, что это комплекс всего. У меня была очень тяжелая послеродовая депрессия, у нас были сложные отношения после рождения ребенка. В общем, это такая большая личная драма для нас двоих, которую мы долго переживали, долго обсуждали. Мы ходили в семейную терапию, мы ходили в личную терапию. Мы делали все как взрослые люди. И расстались с большими друзьями благодаря тому, что поняли, что так больше продолжаться не может. Мы просто друг друга уничтожаем. Мы до сих пор, я думаю, что, по крайней мере, как мы общаемся, я думаю, что мы любим друг друга именно как люди, как родители Веры. Я понимаю, что лучше отца для Веры быть не может. Саша лучший папа для Веры. Она его боготворит, любит, он ее боготворит, любит. И это прекрасно. Я делаю все, что возможно для того, чтобы поддерживать их связь. Мы пробовали разные методы и способы. И так будет продолжаться. Для нее папа всегда будет лучшим папой на свете. Никогда никакого плохого слова от меня она не услышит в его сторону. Что такое послеродовая депрессия? Так? Многие женщины с этим стыкаются. Это помимо того, что тяжелое психологическое состояние, это огромный гормональный сбой. Ваш организм переживает просто крушение системы, возобновление системы. Очень сложно. То есть, и еще, помимо этого, к тебе больше не так бережно относятся, как во время беременности. Во время беременности вокруг тебя все витают, как феи. Когда ты рождаешь ребенка, это заканчивается очень резко, и ты это очень чувствуешь. То есть, да, фокус внимания на малыше должен быть, это обязательно, потому что иначе он не выживет. Но мама, которая только родила ребенка, это очень уязвимое создание. И мне было тяжело, я очень поправилась. А для человека, для которого мне постоянно говорили, что моя ценность зависит от моей красоты, с детства как-то повелось, что мне говорили, ты же красивенькая, ты красивенькая, тебе не надо учить математику, ты же красивенькая, поэтому вот так. И весь огромная ценность моей жизни была сосредоточена в том, что я была красивой, а я перестала быть красивой в своих глазах. Я очень поправилась, и такая дурница, я смотрю на фотографии, я была такая красивая. Да, я, конечно, была пухляж такой, но я так светилась, я такая была, не знаю, такие золотистые щеки. Думаешь, боже, какая же дурница. Но ощущение было от себя чудовищное. Я не могла смотреть на себя в зеркало. И помимо этого, естественно, я не могла работать, я очень плохо себя физически чувствовала, тяжело роды прошли. В общем, у меня, наверное, комплекс всего случился. И я просто рыдала постоянно, бесконечно рыдала, чувствовала себя чудовищной матерью, что я не справляюсь. Потом еще начались протесты, и это еще мнение подкрепилось в СМИ, то, что мне писали, что я ужасная мать, что я бросила ребенка ради американских денег, ведь я за американские деньги выходила на протесты и делала протесты. Может быть, тебе аккурат это требовало для себя, каб доказать, что ты важная, ты сама, не як мать, ты сама. Не было такого ощущения. У меня было ощущение, что я не могу вообще ничего сделать. Что не могу иначе не поступить. Если я не пойду туда, я просто умру.
что у меня было ощущение, что я там нахожусь. У меня не было желания себе что-то доказать, другое состояние было. И я после, наоборот, протестов, я жила вопреки вообще этому всему, потому что я послушала, что они говорят, поняла, это же неправда. Во-первых, я не получала никаких денег. Я ненавидела Лукашенко бесплатно. Во-вторых, я хорошая мать, я люблю своего ребенка. Я желаю ей добра, я сделаю все, чтобы она была счастливым человеком. Но человеком. И я не могу этого сделать без того, чтобы, воспринимая ее как уже человека, готовясь прислушиваться к ней, к ее там дальнейшим желаниям, талантам, амбициями, не знаю, чему угодно, я не могу не прислушиваться к себе, потому что тогда это будет лицемерие и ложь. Если ты себя куда-то загнала в угол в какой-то, то почему ты думаешь, что у тебя вырастет человек, который сможет отстаивать свою позицию, свои права? А я хочу, чтобы у меня выросла дочь, которая будет отстаивать свои позиции, свои границы и свои права. Хочу, чтобы она указывала всем, если это нарушается. Чтобы у нее была такая смелость. Суперсила для нас, для нашего поколения девочек. Поэтому меня тогда это сильно вернуло. Но уезжала я когда уезжала от нее, я написала прощальное письмо. Потому что мы уезжали не в протесты с ленточками и цветами. Я уезжала от нее в это насилие. Когда бывший муж говорил об этом, он говорил, я отпустила тебя на войну, и у него тоже были проблемы с тем, чтобы это принять для себя. То есть я уезжала, понимая, что да, может так случиться, что я не вернусь. Причем непонятно, арестуют меня, изобьют меня, или я пропаду, убьют, не знаю. Но у меня было ощущение, что я могу не вернуться. Поэтому письмо, которое я писала, ей было прощальным. Когда я вернулась, возможно, от какого-то дна оттолкнулась эмоционального и Ты ожила. его порвала, это письмо? Я его написала публично. Да, я его написала, не только на бумаге, но и публично. Нет, я его не порвала. Я, более того, иногда его перечитываю, потому что бывают же ощущения, какие-то такие, что, может, все зря, а может быть, не надо было, а может быть, надо было оставаться. Но у меня сомнений нет, что я все правильно сделала, потому что если бы я тогда не поехала, я бы и себя обманула, и жила бы с этой сжогой внутри, невысказанного, какого-то невысказанного бунта, слова. Это все-таки было важно, сообщение, что мне нужно было сказать смысла. Поэтому я вернулась, спела я колыханку, разрыдалась и поняла, что все, я, кажется, оживаю. І ведаеш, вось пра тое твоё жыццё, якое сапраўды выглядае казкай, так? Ты расказвала вялікі дом, шмат грошай, ты ні ў чым сябе не адмаўляеш, кругом прырода, просто рай, асабліва калі ўлічыць все, што у чым мы раслі, так, з вось гэтымі стэрэатыпамі, здаецца, што ты просто злавіла шчаслівы білет у жыццё, так? Дарэчы, гэта важнае пытанне. А як вы у вашых стасунках, дзе ясна, што ў яго агромныя магчымасці фінансавыя, так? Як вы вырашалі фінансавыя пытанні? Ці была ты залежная ад яго пэўны момант? Ці ты ўсё ж такі стаяла асабняком, так? Ты і твой кошелек. Мы так ругались из-за такси даже, которое он пытался мне вызывать, что пока я беременная не попала в аварию, он просто в какой-то момент сказал, я не посмею. Можешь спорить сколько угодно, но ты будешь ездить с водителем, в каком-то бизнес-классе, потому что, я ездила, потому что я могла себе позволить экономию, я ездила на экономию. Но в целом, я сама неплохо зарабатывала, я была руководительницей в большом ивент-агентстве с международными премиями, огромными контрактами. Я в целом для себя зарабатывала супер. Вряд ли я смогла бы позволять себе такую красивую жизнь, какую мне там дарил бывший муж, но мне все устраивало. Я путешествовала за свои деньги, я в целом была в отношениях, где я больше зарабатывала даже, то есть меня все устраивало, но действительно, уровень комфорта, который смог обеспечить бывший муж, был совершенно другим. И, он меня убедил уволиться с работы. Не уйти в декрет, а уволиться с работы. И благодаря ему я открыла свое дело. Не потому, что только деньги были, а потому, что он мне дал возможность заниматься беременностью, подготовкой к родам, заниматься воспитанием Веры первые месяцы, не думая о том, что я должна зарабатывать деньги. Я накопила какую-то небольшую подушку безопасности к рождению Веры, 3-4 тысячи долларов. Тогда это было более-менее какая-то сумма. Я всю ее потратила, потому что мне было стыдно просить деньги. Я потратила на приготовление к родам, это все. И в итоге к рождению Веры я оказалась в полной экономической зависимости. Мне очень повезло от доброго мужчины, который не собирался, для него вообще насилие неприемлемо ни в каком виде.
Но, тем не менее, я оказалась в ситуации уязвимости, и я в какой-то момент поняла, что я подстраиваюсь. То есть, да, я не потому, что я там хотела бы уйти и не уходила, нет, ну просто в каких-то микромоментах, микроситуациях, что я все равно чувствую себя зависимой, что я советуюсь чаще, что я как-то так могу сглаживать даже углы какие-то, что моя вот эта дерзость и смелость немножко притупилась. И я тогда подумала про то, что мне нужны мои деньги, вот, и начала думать про собственный бизнес, придумала идею, начала делать консалтинг по гендерному равенству. Было счастье и мечта, и вообще все начало складываться, но потом случилась вынужденная эмиграция. Ты не шкодуешь, что кинула золотое житё, безбедное? Нет. Это очень большая привилегия смотреть на себя в зеркало и не плеваться. Очень большая. Прям, я думаю, что это всего стоит, даже большего, чем я отдала. Можно было даже больше заплатить за это, за то, чтобы чувствовать себя таким свободным человеком в любой момент, сказать кому-то, кто тебе не нравится, что тебе не нравится. Сказать тому, кто тебя обижает, что это несправедливо. Ну вот прям говорить, это же, оказывается, привилегия огромная. Люди в Беларуси, которые находятся в других условиях, не могут этого делать, не могут говорить. Когда произошли события в Кривом Роге, я там могла рыдать и публично что-то говорить, и в эфире говорить. У них нет такой возможности. И это, говорить, привилегия. Высказываться публично про политику в Беларуси привилегия. И она того стоила, на мой взгляд. Для меня точно. Я знаю, что не все с этим согласны, у многих может быть другое мнение, но вот лично для меня я прям знаю, что я бы сделала еще раз то же самое, хотя это путь, которому не позавидуешь, наверное, тяжелый путь. Як тобі працюється з кав'яреним? Тому що часом можна подумати, що у тебе кожну раніцю сеанс аб'юза. Я, может быть, переборщиваю, да? Мне кажется, Костя большинство того, что говорит, делает не со зла. Что он искренне шутит, когда говорит, что надо кого-то расстрелять на подворке. По крайней мере, он сам про это говорит, что это такие шутки, а если вы не понимаете, сами дурни. Но вот это вопрос в том, что точно ли это мы не понимаем, или это все-таки язык насилия, который так проник в нашу культуру, что стал совершенно нормальным. Нормально шутить про кому-то там про изнасилование, кому-то про расстрелы. Мне такое уже не нравится, но я понимаю, что это отчасти немножко искривленная норма нашего общества, что вот язык такой насилия, он приемлем во многих культурах, к сожалению, в белорусской тоже. Вот, поэтому это не что-то, то есть Костя не какой-то уникальный случай таких историй, повышения иногда голоса, излишнего такой крика эмоционального. То есть я понимаю, что он делает, потому что ему искренне болит, и он неравнодушен к какой-то теме. Но я, например, чувствую себя как человек, на которого кричали в детстве, как и многие другие. Для меня я превращаюсь в ступор, когда кричат. Но я понимаю, что это распространенная история. Такое часто, поэтому я к такому, к сожалению, привыкла, но... Сейчас повторюсь, мне кажется, он много чего делает не со зла. У тебя не было думок сойти с проекта после того, как я на живом эфире тебе пропесочил за допис про Трампа у твоих приватных соцсетках? У меня было много раз мыслей про уйти из эфира, но это, наверное, ответственность. И плюс я помню про то, что разговаривать на такую большую аудиторию – это большая привилегия. И то, что я не занимаюсь в том числе просвещением через эту программу, хоть что-то могу нести, что мне важно, отстаивать какие-то мысли, в том числе вот это про инклюзию, про толерантность, про женские права, про гендерное равенство, про все это разговаривать на такую большую аудиторию – это привилегия. Вот, и я пока, держусь, посмотрим, что будет дальше. То есть я не расписана кровью на годы вперед, но мне кажется важным говорить. Важно, чтобы было другое мнение. Поэтому нас смотрят, мне кажется, в том числе потому, что у нас два совершенно полярных мнения часто по вопросам, и это интересно. Мне нравится, что мы учимся дискутировать, потому что я тоже могла не очень корректно себя часто вести, передергивать, приходить на личности, советовать Косте сходить к психотерапевту в эфире. Это же тоже не очень корректно. Это не корректно в принципе, но вот мы учимся дискутировать. И зрители тоже, может быть, чему-то учатся у нас. Мы учимся принимать ошибки, приносить изменения. В общем, как-то это тоже, мне кажется, способствует увеличению уровня дискуссии в обществе. А дискуссия предстоит. Нам предстоит очень сложные разговоры, когда наступят перемены в Беларуси, мы поймем, что мы совершенно по-разному со многими людьми воспринимали, что такое права человека,
какой должна быть Беларусь. Нам предстоит огромное количество сложных дискуссий, нам важно хотя бы их начинать, ну, как минимум готовиться к ним. А як ты думаешь, табе ўдаецца мяняць погляды Косці, ну, прынамсі там на нейкія падзеі, пытанні, так штосьці прыўносіць у яго на светапогляд? Ці все ж таки ты наадварот працуе на тое, што ён яшчэ больш пераконваецца ў тым, што ён мае рацыю, так, а ты яго не разумееш? У меня нет задачи его переубедить. У меня есть задача донести информацию, которую я знаю. Потому что я помню себя, которая шутила про то, что тупые фемки 10 лет назад, не зная, что это такое. И я думаю, что мы очень часто так обсуждаем с критикой, с насмешками то, что на самом деле просто не понимаем. Иногда что-то не со зла делаем, а из какого-то невежества в какой-то теме. Поэтому моя задача не только по отношению к Косте, к зрителям нашим, дать максимально простым языком ответы на сложные вопросы. Это не так просто, как может показаться. Я всегда стараюсь выбирать какие-то риторики, какие-то факты. Это все всегда такая очень ювелирная работа. Я уверена, что мне часто не удается. Но если хоть кто-то прислушается к каким-то фактам, сможет их подержать в голове, изучить что-то больше, это значит, что это уже на одну победу больше. Человек, который задумался, человек, который подвергнул сомнению свое вот это мышление коробочки черное-белое, это уже победа. Калі я не памыляюся, у відэа Сашы Вуліна ён цябе жартаўліва назваў лявачкай. А які твае погляды рэальныя, то бок? Як ты сябе вызначаеш, свае прихильности? Ну, если бы у нас были конкретные партии в Беларуси, мне было бы проще, потому что во всех странах левые и правые очень разные. И правые, там, ультраправые в Штатах и в Германии тоже разные. У них разные вообще как бы политики. Я, конечно, левее сильно, потому что у меня человек в центре мироздания. У меня не деньги, не власть, не ресурсы, не территории. У меня в центре моей вселенной стоит человек, и ценность человеческой жизни абсолютная. Я против смертной казни, я против вот этих люстраций через повешение на улицах. Хотя я понимаю, что у многих есть причины так думать, у многих близкие погибли, у кого-то там близкие годами сидят в тюрьмах, над ними издевались, портили здоровье, насиловали. Я понимаю, что у людей есть потребность в отомщении, но я все-таки за иллюстрации через через правовую базу, потому что мы ничем не будем отличаться от лукашенковской хунты, если мы будем также поступать. Цикл насилия, вот это как в семье, то же самое. Если мы не остановим цикл насилия, он будет повторяться раз за разом. Кто-то должен его остановить. Мне кажется, у белорусов точно, я верю в белорусскую нацию, что нам удастся остановить цикл насилия. По крайней мере, если у нас будет такая возможность прийти к власти, демократическому сообществу, я верю, что цикл насилия можно будет остановить. Якая Марина Ментусова, коли выключенная камера? Что за кадром? Много работы бумажной, много цифр, много исследований. Мне нравится, моя, наверное, идеальная жизнь, она не в кадре, она в книгах и исследованиях. Мне кажется, что я там получаю абсолютное удовольствие и радость. Так что если я однажды уйду исчезну из ваших радаров, знаете, что, возможно, я живу свою самую счастливую жизнь, потому что мне важно заниматься просвещением, и я понимаю, что для него важно создавать личный бренд, для него важно через себя в том числе разговаривать. Но моя мечта, наверное, разговаривать через книги, через исследования. Я там чувствую безопасно себя, потому что я в эфире всегда с ровной спиной сижу. Я никогда, очень редко откидываюсь на спинку стула, то есть я 2,5 часа сижу вот так, я в напряжении. Я не получаю от этого удовольствия, если честно. Мне важно говорить что-то, мне важно заниматься контрпропагандой, рассказывать про реальную ситуацию в Беларуси, да, это все важно. Но я вообще-то думаю, что я не на своем месте. Вот. Я на своем месте, я в своей идеальной среде обитания, среди книг, среди цифр, в табличке Excel, рядом коты, дочь. Какой-нибудь любимый мужчина мне сделал чашку чая или кофе, и я думаю, что я в этот момент абсолютно счастлива. Вот. Над чем ты працуешь, что ты выучаешь теперь? Сейчас я делаю большое исследование про синдром самозванки среди белорусок в технологиях, потому что из-за этого синдрома многие женщины или покидают сферу IT, или не просят повышения, не продвигаются по карьерной лестнице, не просят денег, и в целом себя самозамалчивают. И в итоге нет ролевых моделей, потому что они думают, куда я пойду, какая специалистка. Вот. Мне это ужасно интересно. Большое исследование, уже проведено 3 исследования внутри, там еще большой будет контент-анализ. Это дико классная история в рамках Women in Tech, это проект от ЕГУ, по-моему.
вот, которые, вот у них есть HearLab лаборатория, я вот в рамках этой лаборатории с крутыми исследовательницами мы делаем разные работы. Вот это моя работа. Вот работаю над книжкой новой, уже взрослой. Она будет называться «Шах и мат. Патриархат». Я над ней работаю последние 4 года с переменными успехами, но вот есть издатель, который сказал, что будем работать уже вместе. Надеюсь, что fingers crossed она выйдет, мы уже редактируем ее. Там я собрала вот за все годы дискуссий и дебатов про феминизм, я собрала самые частые вопросы от мужчин, и стараюсь простыми словами, очень просто ответить на сложные вопросы по всем темам, которые только были, которые мне когда-либо задавали мужчины. Так что это будет книжка для мужчин такая. Почему? Собственно, что такое феминизм? Потому что иногда просто нужно чуть-чуть больше углубиться. Вот. Плюс стартап вот для подростков – это вообще моя огромная любовь, отдушина, самая, наверное, важная часть моей работы, потому что она про будущее поколение, которое я бы хотела росло в более толерантном мире ко всему, толерантным к ошибкам, толерантным к другим людям, менее насильственным, наверное, больше дружелюбным. Это, конечно, утопия, но я бы хотела, чтобы родилось какое-то поколение, которое бы сказало, а может быть, это будет новой нормой. Посмотрим. Дзякуй табе вялікі за размову. Дзякуй за запрашэнне. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ток. Мы выходзім кожныя 2 тыдні па нядзелях. Можаце ўключыць званочак, каб не прапусціць новую размову. Нагадаю, што нас можна падтрымаць рублём праз QR-код, перайшоўшы па спасылках у апісанні. Мы будзем вам за падтрымку вельмі ўдзячныя. Дзякуй, што вы з намі.